Посылочка. Узгадочка. Есть. Так. Я пачаў піць антыгістамінныя прэпараты. Алергія нібыта трошачкі зменшылася. Ну, менавіта, што сімптомы. Але яны не зніклі цалкам, таму мой голас можа гучаць сёння дзіўнавата. Перыядычна магу кашляць, там крахцець, чихаць. Сосав. Я ж беларус. Сёння будзе наш вождж на стрыме. А паглядзім, я вось, дарэчы, зараз адразу і кіну спасылку. Дакладней, кіну запрос, кліч на канфу. Мабыць, мы адразу і збярэмся. Хто ведае. Давайте паспрабуем. Так, дзе наша ЛГБТ-кам'юніці? Вось ніколі не магу знайсці ў спісе чатаў, настолькі добра яна маскіруецца. Я просто падпісаны на ўсе беларускія ЛГБТ-групы, на беларускі філіялы хваліце таксама, вось, на Лізу Пракопчык, на беларусіяну, карацей, на ўсе ЛГБТ-групы у тэлеграме, якія я мог толькі знайсці. На расійскі я таксама падпісаўся, на украінскі. Сярод іх складана знайсці канкрэтна маю ЛГБТ-суполку. Я спадзяюся, вы мяне разумееце. Так, трэба ўсіх пратэгаць. Вось. Калі ніхто не далучыцца, будзем проста відосы глядзець. Як заўсёды. Так, канфа. Вось. Калі хто з канфы з нашай зайшоў на стрым, ведаеце, што я... О, дарэчы, я і ў ДС яшчэ пазапрашаю. Бац. 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 Каго яшчэ сюды можна закінуць? Ось, бац.
Бац. Бац, чаму б і не. Так, ну здаецца ўсё. Каго мог запрасіў. Текст. Что вы тут пишете? Белый вождь. Еду ў краму пад стрым майго улюбёнага стрымера Маянеза. Правильно, спадзяюся, што і Маянез з вядомых усім камавікоў ты давіш таксама пад мае трансляцыі. Текст. Олег пишет, давай я, Прокопчика, отказывая. Бля, только я хотела написать гол. Блять. Не, я лічу, что сегодня мы повинны собрать их разом. Почекайте, блять. Так, я камавікі на твой твар давіў. Не было такого. Ты хлусіш. Магчыма, ты пераблытаў мяне з тваім бацей, таму што мы разам з ім ебалі твою маці. Такое здараецца перыядычна. Так, карацей, трэба ім закінуць гэты інвайт. Блять, постоянно губляю посылку на инвайт. Почекайте. Меня чувать нормально, правильно? Чувать, видать. Напишите там, коли есть какие-нибудь проблемы. Ці вам не занадто моцно чутные гуки з вулицы. Я пакуль знайду. Так, у мяне ў апісанні павінна быць. Дарэчы, хто не ведае, у нас у апісанні ёсць спасылка, якая вядзе на спіс усіх маіх соцсетак, тым ліку ў Discord. Вось я гэта зараз капірую ім у чат, каб яны маглі далучацца. Так, што здарылася? Да нічога, так бы мовіць, вітаю, прывітанне цябе, Макс, мыму яна страпоніла ў сраку. Не, гэта хутчэй пра Олега вось нашага, які толькі што далучыўся да нас. Прывітанне. Не ведаю, што адбываецца, но давайте без такога, добра. Мне такое не душа падабаецца. Да, ты уже повинен привыкнуть, что когда ты приходишь на мой канал, тут пытания все про одно. Никто не будет цікавиться про Смоленскую республику, там, блядь, про Полесье. А чему нет? Ты супраць? Я не супраць, просто мне падаецца, что пытанне камавікоў, пытанне Лізы Прокопчык, там, вось, фістынгу, страпонінгу, гэта нашмат больш гарачая тэма ва ўсіх сэнсах. Так, секундочку. Зараз. Блин. Ты можешь... Сейчас дуже цікаво, что, типа, она мне дуже так цікаво, что она, типа, боится со мной вести размову, потому что ведает, она такая... Да, секундишка, бля. Ты там можешь... Там справа такая, что... Веду. Там справа такая, что она не отвечает на те пытания, на якія, скажем, не разумеет, что отказ и она не придумала. И на ответы она избегает. Або шмат часу думает, а потом кажет, типа, я такого не казала. Ну, не ведаю. Бляха-муха. Сейчас почекай. Что она надела? Ой, блин. Так. Блин, эту кофту не надену. О. Сегодня я буду опять косплеить. Кого ты будешь косплеить? Косплеить? Не памятаешь.
Жалко, что медаль не надену. Ну я б не здзівіўся, калі б табе таксама гэта прызначылі медаль героя Украіны. Цяпер ужо у нашыя дні, ведаеш, так сорамна нават казаць усім навокал, што ў цябе яшчэ няма медалю героя Украіны. Нібыта ва ўсіх. Я вырашаю, что поспею заробить себе ещё эту медальку. Да ладно. Маргінез гэта Ліза Пракопчык, якая не прайшла гармонатэрапію поўнасцю. На терапию. Гэта праўда, гэта я, так. Ой, блин. Олег, вось не гледзячы на тое, што там у цябе адбываецца на заднім пляне, вось як ты ставішся да гарманальна-замяшчальнай тэрапіі? Я вырашаю, что у меня сегодня были размовы по этому поводу. Гляди. Ніхуя сабе. Вот, слухай, тебе спачаць здалёка або зблізка? Та давай здалёк, у нас часу шмат. Ну Стрым гляди, толькі пачаўся. калі ужо сёння такога паняцця натурал не існуе. Існуе такая справа. Так. То есть, і сёння вот ЛГБТ, К+, там і іншае, гэта класіфікацыя вообще ўсяго. Калі ты поедешь в Цэнтральную Азію, ты убачыш полиаморфныя адносіны. А калі ты, напрыклад, поедешь той же самый Китай, ты убачыш, як хлопцы друг друга. Таму що дзяўчын мала, а калі там бачыш, што можа нарадзіцца дзяўчынка, трэба её забіць паркамі іголак. І трэба зразумець, што ў розныя часы фармаваліся розныя адносіны. Першыя нашы продкі гэта рыбы, карасікі, буду казаць так. У них секса не было. И они размножались по старинке, как в Советском Союзе. Просто икринки откладывали, скажем так, самца не было, отложила икринки, народились самки. То есть такая справа отбывалась. Это так само видео. Это другий телефон, так что... Ай. Ну, привітання. Качество поганое, як вырашаю. У тебе сок с камбовику, по-моему, на камеры засох. Почисти камеру. Ну, давай уже без метка. Ну, возьми некую, блядь, анушку мокрую, протри. Вот тебе там, бачишь, такая белая хуйня. Я могу на другий телефон перекинуть. Ну, если у меня тут есть... Если у меня тут есть Discord, а Discord... Белорусияна, заходь так само в конфу, что ты в чате пишешь. Давай до нас. Тут... Почекай. До нашей гомопатии. Блин, а тут надо регистрировать... Стоп. Я до вас долучаюся раз другий телефон, там где лепи качество. Давай. Ай, блин. Номер телефона. Ай. Добре. Як я зрозумів, треба реєструватися. Ні, тоді не треба, забей. Гэта муторно буде. Добре, тоді треба сейчас что-нибудь. Ай, блин, с Нового года лежить. Так что там про рыб, про тарасиков? Гляди, первые карасики размножались по старинке. Их рынки отложил самец, и рынки отложила самка. Потом они зразумели, что наружно размножаться не цікаво, а лепей, коли организм дает какие-нибудь гормончики. Вот ведаешь то, что кролик, коли с кем-нибудь переспить, страчивая сознание. Не чув про такое. Распавядзі такая справа бывает. То есть это биология заробила, когда люди начали размножаться внутренне. Вот, например, это уже там ближе к тому часу, когда, например, рыбы начали робить такую практику внутреннего размножения. Такой долгий процесс. Там уже появились такие отношения. Типа, логично, что та рыба, которая не сдохла и дожила до тех годов, когда, так скажем, может размножаться, то эта рыба заслуживает размножения. И так далее. Там эволюция. И так вот как раз секс породил эволюцию. Потом отбывается час, выходит там, з'являются вот черепахи,
там какие-нибудь земноводные, там справа было іншае. Ящерицы, там хто каго захапаў, тот таго і кахаў. Сёння адзінага, заўтра другога, паслязаўтра может свайго ж. То есть гэта ящерицы. Потым ящерицы пачалі, ну вот першыя такія беспазваночныя, пазваночныя, яны пачыналі групавацца. Ну не, слухай, яшчуркі, яны ўсе пазваночныя, я вось паправлю гэта не соромно. Не суть, так, я ведаю. Так. Тут идея в том, что начали образовываться первые стаи. В этих стаях начали формироваться такая политика, то есть это такое первое, скажем так, племена животных первых, будем выражаться так, то что вот есть территория, номинально есть, скажем, главные ящерицы, или там хорьки какие-нибудь, то есть такие мелкие животные какие-нибудь, млекопитающие, не млекопитающие, не суть, вот, которые образуются в кучке. Вот эти животные образуются в кучке, у них есть своя территория. И там, получается, у них образуются, скажем так, самцы, либо самки. То есть мы можем наблюдать у тигров то, что есть такое понятие, как прайд, когда есть от одного и более тигров, которые защищают там всех самок, а это их личный гарем. То есть такая практика присутствует, ты можешь другой тигр прийти и перебить. Это полиаморфные отношения, наподобие патриархата, хотя, например, у тех же самых волков присутствовали матриархально-полиаморфные отношения, когда волчицы научились руководить стадами и сами решали, сколько нужно рожать. Это чудо эволюции. То есть вот так. Феминизм таки. Это только волчар. То есть, понимаешь, первое отношение, вот если вот говорить про ЛГБТК+, понятие там, ну, натурал, не натурал, это могло классифицироваться как типа там, ну, первые животные не размножались, у них не было секса. И секс потом придумали, понимаешь? И когда они придумали вот это, тогда, да, началась какая-то эволюция, но потом отношения, если какие-то были, то это был просто период спаривания, то есть общество было, то есть животные были отсталые. В дальнейшем начали образоваться первые прайды. Наподобие вот тех же самых обезьян, там, неандертальцев, всякое такое. Было два процесса. Первый — это полиаморфно-матриархальный период и полиаморфно-патриархальный. Поначалу женщину, скажем так, на женщину было несколько мужиков, которые защищали, накомандовало. Потом мужчина, на которого было положено по 10 женщин. То есть такая практика водилась. И для примера вот тебе аллегорию привести. Вот ты знаешь, что вот есть, например, какое-то количество, например, гаков с дужим канчаткам и меньшим канчаткам. Это сформировалось сейчас по матриархату. Что? Почекай, я не зрозумів зараз. Про качатки, канчатки. Ты про камовики, ці что? Ладно. Я думаю, что за слово такое челюсть. Ну, так. Наприклад, калі быў матрыархат, карыстаюся перыядычна. У жанчын было несколько хлопцаў. Вядома, так? І ёсць два віда гакаў. Так. Напрыклад, так, да. Одни с головкой, другие без. И это образовалось в период эволюции, когда, скажем так, те, кто имеет головку, скажем так, оттесняли, скажем так, материал. Да. Нет, это на самом деле эволюция, это на самом деле интересный момент. Это как раз образовалось в период матриархата. Да, потому что у женщин... Так, протягиваю, я просто не зрозумел, какие два типа челюсов есть. Полторы, коли ласка. С головкой и без. Ага, так. То есть это образовалось в период матриархата, когда, скажем, у кого? Это у людей это уже? Были женщины, и у каждой женщины было много мужчин. Это Homo sapiens, правильно? Да. Окей. Так. Там даже раньше как бы, это формировалось раньше, потому что Homo sapiens, и они без головок основали нормально. Не суть. Окей. То есть как бы такие, то есть считается учеными то, что такой процесс произошел в период матриархата, когда, скажем так, соперники хотели оттеснить биоматериал других. Потом наступает процесс, скажем, полиаморфно-патриархальных отношений. То есть, например,
мужчина, и у него есть гарем. Это закрепилось, например, в язычестве, в иудаизме. Да, потом культура начала позволять, например, там, заведение, там, то есть, такое укоренить, например, понятие, там, от 1 до 4 жен, иногда кто-то за 8 и 9, это уже мусульмане, да. Иногда вводилось такое понятие, как наложница, типа такая неофициальная жена. То есть, это, ну, в любом случае, это полиаморфные отношения. И как раз вот женский бисексуализм, он начал зарождаться вот как раз у женщин. Если вот у меня есть знакомый гей, он говорил как такие слова, то что он не любит гей-парады, потому что там какие-то додики. Ну он так, ну кемосек, образно говоря. Это без оскорблений. На самом деле, например, ну без негатива, на самом деле, вот такое понятие, как ЛГБТ, оно такое понятие новое. Генетически продолжительное время, тоже в России, в Советском Союзе, навязывалась религией, типа то, что вот женщина с женщиной, их обоих сжечь как ведьм, для примера, да. Это такое понятие. И, скажем так, ну, это, скажем так, осуждалось, но женщины, например, в тех же самых исламских странах, да, они, когда существовал гарем, а мужика не было, он старый уже, как бы, а что ты хочешь делать? Выбора особо нет, для примера. То есть биологически женщины больше приспособлены как-то к бисексуализму, и я считаю, что это как-то обосновано. Потому что были продолжительные периоды, когда у одного мужчины, то есть патриархальное общество, полиаморфное патриархальное общество, то есть сохранялось тот факт, что женщин было много. Да, есть виды исключений, например, если я не ошибаюсь, то ли в Непале, то ли в Тибете есть такая практика, то что у женщины есть по 2 мужа, то что там мужиков там могут там купить, женщины местные, то есть одна там женщина взяла и вот продала своего мужика и купила нового, образно говоря. То есть такое, например, в Тибете практика приводится. Еще какие-то племена в Австралии, но это уже не суть, это такие больше единичные случаи, индивидуальные. Биологически как бы мужчина и женщина чем-то отличаются. Женщина больше выносливая, а мужчина более мощный. Там, понимаешь, что тут такая практика биологическая. Чем-то женщина, с одной стороны, женщина может быть там какой-то такой нервно неустойчивый, с другой стороны, если она как-то так вроде, если она будет долго мучиться, она может как-то устойчивее стать. Хотя такая философия, то что на самом деле биологически разница есть. Исторически как-то, вот я замечаю тот факт, что на самом деле вот те же самые женщины, они более приспособлены к бисексуализму, потому что я полагаю, что это как-то обосновано историческими факторами. Ну, типа то, что вот, образно говоря, языческий гарем, там 3-4 женщины. Мужик уже старый, вопрос, что делать? Это вопрос. Не. То есть это как-то обоснованно. То, что вот сейчас, скажем так, есть какие-то категории людей, как трансы, которые хотят менять, скажем так, свой пол, это я больше отношу к людям, как бы... Люди такими родились, как бы, с одной стороны. Но, с другой стороны, как бы, нельзя человека за такое переть в дурку. В Советском Союзе вообще, типа, была такая статья поначалу Российской империи за неестественное, скажем так, типа, извращение, условная цитата. А потом в Советском Союзе определение отменили. На какое-то время, когда пришли большевики, казалось, что Советский Союз самый либеральный. Потому что отменили расстрелы, отменили притеснение за ЛГБТ. Но на самом деле все это было на фоне тех же самых репрессий в отношении донских казаков, которых массово уничтожали. Вот это было типа, просто на фоне того, что Ленин был пидорасом. Сразу же вернул Троцкий, для примера. То есть казнь, а потом как бы вот статью типа за разложение нравов, дословно, цитата. То есть советско-финская война очень холодно, людям хавать нечего. В Петрозаводске, в других городах, скажем, уже все голод, потому что советская машина, она все, весь хлеб сразу забирает и кидает на фронт, крестьяне холодают. Это Петрозаводск, столица Карелии, попрошу внимания. И вот, получается, что происходит события, типа, то, что вот приходят НКВДшники, смотрят, какие красноармейцы слишком близко обнимаются. Так. Ведут их и расстреливают. Непорядок. А что ты хочешь? Квота? Это в чем смысл репрессий? Это квота називається. То бок ти, я так розумію,
не маеш нічога супраць гарманальнай тэрапіі? Ну, я считаю то, что надо перед изменением пола человеку, ну, дать психиатра, ну, ладно, не психиатра, а психолога, и потом я считаю то, что он может. Потому что желательно этот процесс растянуть на месяца 3, и, скажем, в течение 3 месяцев хотя бы раз в 2 недели ходить к психологу, говорить, что действительно он этого хочет, и пусть идет. И, в принципе, я считаю, человек может хоть на эвтаназию пойти, это его законное право. Ну, я б тут трошки з табой не пагадзіўся, таму што я лічу, што такой аперацыі, у прынцыпе, якую часта называюць зменай пола, фактычна не існуе, таму што, ну, па-першае, трэба адзначыць, што пол гэта бінарная катэгорыя, не існуе нейкага трэцяга полу, у які можна перайсці, там, будучы мужчынай або жанчынай, і адначасова з тым перайсці з аднаго пола ў другі таксама немагчыма, таму што пол ён дэфінюецца праз анізагамію, то бок умоўна самка прадукуе жаночыя гаметы, а самец прадукуе мужчынскія. У выпадку чалавека гэта яйцеклеткі і сперматазоіды. Немагчыма проста... Я не отрицаю, но смотри, ситуация такова, что как бы да, есть как бы генетика, то, что ты генетически останешься мужчиной. То, что, скажем так, ну, если ты станешь женщиной, ты не сможешь рожать, если ты станешь мужчиной, ты не сможешь заделать ребенка. Это базовые вещи. Так. Но формально тут акцент на гормоны. Да, дополнительно добавили, что женщины, например, там та же самая разница в мышцах, то, что у женщины мышцы более внутренние, у мужчин как-то более наружные. Это философия другая. Суть такова, что вот ты, там, образно говоря, там поменял пол, ты перенимаешь гормоны. И как раз я, скажем, общался с человеком, который вот потреблял гормоны. На самом деле, интересный факт. Человек, который был мужчиной и начал хотеть эти гормоны гребаные, понял, то, что на самом деле женщинам реально тяжело, что женщины слабые. Потому что когда он начал пить гормоны, то есть мужчина, характерный гормон у мужчин, это тестостерон. Если ты перестаешь, скажем так, вырабатывать тестостерон, ты становишься намного слабее. Это вот противовес там как бы, то есть номинально любой человек, например, может чем-то стать, но я думаю, это от рождения таким становится. То есть человек может от рождения быть женщиной, либо мужчиной. И независимо, например, человек может в голове представлять, что он, скажем, номинально женщина. Я считаю, что так прибегать к гормонам это тяжело, то есть на самом деле развитие ритмов. Я считаю, что, наверное, проблема консервативных устоев общества, потому что общество само навязывают стереотипы, из-за которых общество реально хочет менять полы. Мы определили, типа, вот мужчина с короткой прической, да, маргинез с длинной прической получается номинально женщина, это неправильно. Так, я считаю, что маргинез имеет право на длинные волосы. Что? Да не, ничего. Я говорю, общество типа навязывает, что прическа должна быть у маргинеза, как у меня. А я считаю, что у маргинеза нормальная прическа, потому что наше консервативное общество нам навязывает с детства. Не то, что стереотипы, то, что у мужчин должны быть короткие волосы. Не то, что женщина, то, что она должна рожать, да, и быть на кухне. Вот. Это те базовые стереотипы, которые навязывает общество. Мы вот там смеемся с мужиков, которые там на кухне, но женщин типа нет. То есть это стереотипы. Из-за того, что мы не можем, то есть из-за того, что мы не показываем людям, что они могут быть такими, какими они есть, они хотят меняться гормонально, потому что в гендерном праве, понятие, у нас есть либо мужчина, либо женщина. И из-за того, что наше общество слишком так радикально делит, это все вот эти консервные банки, консерваторы, что они нас так и делят, мы, то есть, точнее не так, даже не так, скажем, наши люди, они думают, что я не могу быть кем-то посередине биологически, а остальное для всех женщины. То есть вот так визуально, скажем так, появляется ситуация. То есть это все консервативные рамки. Я считаю, что консерватор – это раб. Если вы консервная банка, вы должны... Да и вы не протухнете, вы же консервная банка, я забыл. Блин. Так а что мы должны... мы, консерваторы, что мы должны зробить? Вы должны отказаться от консервативных стереотипов. Человек может покрасить волосы розовый. Это показывает, что человек не идет по устоям общества. Мы делаем рамки. То есть, понимаете, мы говорим, что если мальчик с розовыми волосами, это якобы гей. Это неправда. То
То есть мы специально общество делим либо там на мужчин, либо на гомосеков, да? А вот, ну, из-за того, что мы реально, скажем так, общество номинально делим, то есть появлялись такие казусы, что думают люди, надо менять пол. Зачем? Человеку это нахрен не надо. Но мы сами вешаем вот эти консервативные рамки, потому что нам нужно идти по пути саморазвития, чтобы доказывать человеку, что он имеет право самореализовываться, что он может быть кем он захочет, что он может волосы отрастить, что девчонка может побриться на лысо, блин. Мы должны показывать. Мы должны показывать людям, что они имеют право делать татуировки. Понимаешь, мы должны дать индивидуализм. В первую очередь, уничтожение людей, вот многие люди, которые меняют пол, это их, по вашему вниманию, законное право. Они потом об этом жалеют. Почему? Потому что люди хотят индивидуализма. Мы не даем людям, скажем, растить волосы. Мы не даем людям как-то, знаешь, типа носить сережки, там прокалы. Ну, мы не даем нам, мужчинам, образно говоря, там, носить, например, там, каблуки. Да. Вот это все, потому что мы делим либо вот женщина женское, мы делим мужчина мужское. Из-за этого люди, ну, просто вот обычный мужчина, может, не гомосек даже, да, он сидит и думает, что я хочу к женщинам. А мы навязали стереотипы, то, что вот это все женское, ему этого нельзя. То есть это консервативное рабство. Мы должны отказаться от консервативного прошлого, чтобы создать культурно и ментально новое общество. Пока на улице каждый второй или третий не будет с длинными крашенными волосами из мужчин, общество будет консервативно-рабским. Я закончу. Ну, я зноў ж таки тут з табой не пагаджуся, таму што глядзі, ты сказаў, што кансерватары яны хуёва ставяцца да мужчын, якія не выглядаюць як мужчыны, ну, умоўна кажучы, якія любяць сябе паводзіць як жанчыны, цікавяцца жаночымі рэчамі, займаюцца жаночымі хобі, апранаюцца як жанчыны. Але пры гэтым кансерватары яны яшчэ горш ставяцца да мужчыны, які настолькі сябе паводзіць як жанчына, ці да жанчыны, якая настолькі сябе паводзіць як мужчына, што яны падвяргаюць сябе гарманальнай тэрапіі. То бок я б тут зайшоў з іншага боку трошкі. Вось чаму кансерватары яны ў прынцыпе лічаць, што мужчына павінен сябе паводзіць як мужчына, а жанчына як жанчына. Ты сапраўды лічыш, што гэта не мае абсалютна ніякіх эвалюцыйных каранёў. Гэта проста кансерватары, такія мудакі. Ці ўсё ж такі ў грамадстве ёсць ролі пэўныя, да якіх мужчыны лепей надаюцца генетычна, і ёсць ролі, да якіх жанчыны надаюцца лепей. І адпаведна, калі мужчына ён недастаткова мускулінны, каб выконваць свае грамадскія ролі, да яго ставіцца адмоўна. І гэта мае чыста эволюцыйную прыроду. Я не отрицаю, но я больше типа делал акцент на обществе, то что общество навязывает нам стереотипы. И наш враг стереотип. Хорошо, Римская империя до принятия христианства. Империя. Хочешь, бери себе 5 жен, хочешь там, девочка с девочкой, да? Прикинь, вот понимаешь, такая культурная империя, книги, развитие, понимаешь? И буквально, потому что какое развитие? Люди брали пепел с вулканов, смешивали это как-то с бетонным, и получились такие красивые арки, до сих пор стоят. А потом угадай, что случилось. А, еще и рабство. Ну, это другое, это капиталистическое рабство для того периода времени, это было гуманно. Хорошо, а потом угадай, что случилось. Ну, яны хрысціянства прынялі, і ўсё пайшло па піздзе. Да. Ну, просто мне падаецца, што як у паганстве, як у паганскай рымскай рэлігіі, так і ў хрысціянстве пераход паміж паламі ён не прадугледжаны. Это не фишка христианства. Нет, тут вопрос не... Понимаешь, мы в классическом понимании, опять в этих рамки уходим, мы делаем акцент типа мальчик с девочкой. Хотя исконно была такая практика, то, что у мальчика было несколько девочек. А это полиаморфно. Была такая практика. И была практика того, что мальчики, хлопчики могли один одному камувікі паадсэджваць. Але шлюбы-то не ствараліся паміж мужикамі. Гэта просто такая забава была. Шлюбы ствараліся з жанчынамі, каб дзяцей нараджаць. Ну, не отрицаю. Вообще, да.
Тут акцент чуточку, наверное, другой. То, что Ну-ка. религия, она плохого ничего не имеет. Положительно там и ислам, Залежить, там, якая религия. иудаизм, ну, вопрос в другом. Радикализм в виде традиционализма или там ультрахристианизм, ультраисламизм – это страх. То есть это уже страшно в действительности, потому что вот, как мы видим, все мы знаем, ты же знаешь пословицу у Галилея, ученый-сверстник Галилея был Галилея не глупее, узнал, что крутится земля, но у него была семья. Ты слышал такие слова? Так, это Оксимирон. Оксимирон? Так, это я написал. Бля. Ладно, я не знал. Где-то услышал, запомнил. Вот, я только сегодня доведался. Суть такова. То, что христианство, да, то есть если мы говорим за либеральное общество, то есть мы должны базово понимать то, что рамок для человека быть не должно. То есть нравственные рамки, скажем так, которые действуют Ну, то бок для примера церковь. Я не анархист. Я считаю, что человек должен сам себе ставить рамки, но мы не должны запрещать для него, например, эвтаназию, то, что какая-нибудь проститутка имеет право учиться на свою, например, работу. Для примера, ладно, забей. То есть, для примера, я считаю, что это нормально. Я считаю, что любая профессия должна быть легализована. Я считаю, что должен быть, скажем, легалайз. Но люди все равно приобретают наркотики, от них ловят передозы. Но они от этого умирают. Так мы хотя бы будем понимать, вот то, что человек ходит в аптеку, у него будет хотя бы книжка. Уж лучше он там до конца дней будет, скажем, в больнице записан кем-нибудь, да? Ну, это вообще. Подожди. Алло. 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 Падла? Ты что молчишь? Подожди минутку. Падла, ты выключил микрофон. Падла. Ладно, окей. Про что мы говорили сейчас? Я табе нагадаю твой тейк про тое, што кожны чалавек мае права ствараць свае межы. Ось, а што ты скажаш пра сітуацыю, у якой збіраецца цэлая група людзей з падобнымі каштоўнасцямі, ну, допустим, аднолькавымі, і яны вырашылі стварыць свае агульныя межы, каб у рамках гэтай групы існавала. Вось сабралася група людзей, якая хоча стварыць свае межы. У іх ёсць нейкія агульныя каштоўнасці, і яны вырашылі адмежавацца ад усяго свету і гэтыя самыя каштоўнасці гадаваць сярод сваіх. Ці яны маюць на гэта права? Повтори еще раз, мне сейчас какой-то человек звонил, но при этом ставить себе... Ёсць група людзей з падобнымі каштоўнасцямі, і яны збіраюцца, каб стварыць свае межы. Вось як група людзей. Не проста кожны па адзінцы, а менавіта як група. Стварыць свае межы сваёй культуры, сваіх каштоўнасцяў, каб іх гэтыя каштоўнасці ў рамках гэтай групы выхоўваць, гадаваць. Яны маюць на гэта права ці не? Они имеют право, мы должны наоборот, мы должны напрямую содействовать с такими инициативами. То есть, і вось гістарычна, ці табе не здаецца гістарычна, што дзяржавы, яны паўставалі менавіта на такой аснове? И нет, державы в основном формировались на подобие военных каст, которые поначалу приходили в какую-нибудь деревню, говорили: братишка, это наша земля, теперь вы должны мне собирать редьку, чтобы я ее продавал в город к магнату, а в городе крепость деревянная стоит, там живет человек 50. Чтобы я продавал редьку им, чтобы там покупал я подковы, чтобы вот забрать у тебя лошадь, чтобы сделать свой маленький отряд, чтобы в дальнейшем сформировать с другими шляхтичами одну богом забытую хоругвию. Вот что такое, например, формирование государства. Первая украинская держава, кроме Руси, там это полесская держава, полесского государства, она называлась Гетманщина, в дословном переводе генеральщина. И это было Великое Запорожское войско. Вопрос.
сколько было казаков и сколько было украинцев. Хотя казаки писались в летописях при Богдане Хмельницком, народ Украины. А в русские тогда писали, что украинцы говорят на диалекте Московии. Понимаешь, сами русские писали, что они вот москальский язык воруют, понимаешь? Вот так. А гэта І пра я што тебе скажу павінна так, сведчыць яшчэ раз, я згубіўся. Подожди, ты не расслышал или ты не понял суть? Я не зразумеў суть, ці гэта была не суть. Давай уже суть. Суть такова, что первое государство формировали за счет военных каст. То, Так, что, а як образно гэта говоря, супярэчыць таму, што я сказаў? Вось ёсць нейкая вёска, на якой людзі проста вырошчваюць сваю нейкія расліны, займаюцца сельскай гаспадаркай, гадуюць быдла. І вось на гэтую зямлю рана ці позна прыходзіць нейкае ваяўнічае племя, якое робіць такую прапанову гэтым людзям. Вось давайте вы будете нам аддаваць частку напрацаванай вами прадукцыі, частку напрацаванай вами гародніны, мяса, там, малака і гэтак далей. А мы за гэта будзем вам прапаноўваць абарону ад іншых ваяўнічых плямёнаў. А іначай мы вас самі адпіздзім. Вось такая прапанова, як бы, і людзі на гэта пагаджаюцца. Такім чынам адбываецца стварэнне дзяржавы у пэўных межах з пэўнымі каштоўнасцямі. Адбываецца такая своеасаблівая сацыяльная дамова. Период формирования первой государственности понятие государства отсутствовало, в том числе и нация. Не про нацию зараз. Говорим зараз про державу, понятие государства, понятие столицы. То есть номинально гособразование слаживались, то есть вот образно говоря, есть одно племя, там есть вождь. Они решили захватить другое племя. Но когда мы говорим, например, государства, которые перескакивают понятие племени, чаще всего это те государства, ну, скажем, оформленные на касте воинов, которые всех порабощают, грабят. То есть до зарождения феодализма, когда, скажем, какая-то деревня принадлежала кому-то, все представлялось в том, что есть войско, оно ходит по каждой деревне и собирает дань. В виде там шкурок, чтобы их продать куда-нибудь, понимаешь, каких-нибудь шкур, лисицы и всякое такое. Шкуры куницы, либо, я не знаю, каких-нибудь гусей. Кунигаса. Вот, то есть ты воин, да, вот нет, вот государство, вот недавно, вот буквально недавно это было племя, вы решили то, что вот тут есть уже оседлые люди, значит, можно с них делать поборы. Они вот выращивают картошку, будем у них картошку отбирать. А потом пойдем и захватим другую деревню. Отобьем вот этих пацанов в другую деревню и тоже будем забирать с этой деревни картошку. Так. Часть картошки будем кормить нашу армию, а часть картошки будем продавать. Вот это, так, понимаешь, і ў інтарэсах гэтых людзей, у інтарэсах гэтай ваяўнічай групы, каб больш ніхто іншы гэтую бульбу ад гэтых самых людзей не забіраў. Таму што ў наступны раз, калі яны прыйдуць яе забіраць, яе там можа не апынуцца. Адпаведна, яны будуць гэтую самую вёсачку так ці іначай бараніць ад нападаў іншых ваяўнічых плямёнаў. Такая сацыяльная дамова. Можна сказаць, нават у некаторым сэнсе добраахвотная. Мабыць, не ў лібертарыянскім сэнсе добраахвотная, але ў гістарычным... С одной стороны, можно сказать, что они, например, получают защиту. Но с другой стороны, когда мы говорим, например, вот есть же наш, типа, Новгородское княжество. Помнишь, границы такие, прям здоровенные, по пол Сибири, знаешь, да? Но по факту она большинство своих территорий не контролировала. Там были племена, к которым приходили и говорили: отдавайте нам шкурки, вы нам должны платить, понимаешь? И они платили, ну, шкурками там, даже не деньгами. И как бы, ну... формат дани, то есть чем, например, та же самая Русь, например, или какие-то другие государства Европы отличаются от Золотой Орды. Только монголы брали 20%, по-моему, даже 10%, понимаешь? А те могли брать и больше. То есть по большей сути, ну, разницы нет. Это государство, да, зарождение феодализма, это было, ну, такое прокси-образование, такое очень слабое. То есть я тут самый блатной, у меня есть толпа, вот образно говоря, там, казаков, теперь мы будем здесь править. То есть, первые государства это были касты воинов, в которых как бы без зарождения буржуазии они по большей сути просто обворовывали людей. Ну, вот где-то я так рассматриваю, но как бы
как бы, да, это государство, да, это какой-то такой договор, но я немножко, может, радикально высказываюсь, ты уж меня не осуждай. Да не, я спрабую данесці табе думку, што любая дзяржава яна менавіта на такіх асновах стаіць. І Ну, не гэта отрицаю, не саюз отрицаю. людзей, якія падпісаліся пад пэўнымі каштоўнасцямі, так ці іначай. Нават калі гэта не прамая нейкая дамова, якую кожны чалавек мусіць падпісаць, так ніводная дзяржава не працуе. Што ты, блядь, ідзеш, просто нараджаешся і падпісваеш паперку аб тым, што ты пагаджаешся з усімі умовамі кантракту. Так гэта Нет, нідзе не там два працуе. варианта. Ты либо родишься крепостным, у которого, скажем так, нет земли, ты берешь какого-нибудь феодала, который забирает у вас там какой-нибудь оброк в виде там пара тыкв, пара там, я не знаю, репок, он их продаст, купит металл, даст местному там. Значит, ну что такое феодал? Ему дают землю, у него есть крестьяне, практически рабы. И ну, я за капиталистическое общество, но формально государство на таких первых типах до зарождения феодализма на самом деле такое было тяжко. То есть там вопрос как бы это свобода, то есть очень большой промежуток, ну, очень большое количество населения, но было, скажем так, в неволе. То есть, на самом деле, то есть изначально, если, например, мы договаривались с деревней, например, то, что мы вас защищаем, потом все свелось к тому, что, да, то есть деревни уже номинально признали власть местного феодала, и теперь феодал, скажем так, выпоривает крестьян. Ну, это так я рассматривал, наверное, больше. Так ці іначай, не суть, так ці іначай, у рамках Не, на самом деле, гэтай групы і я гэтых согласен с межаў, твоим основанием, оно, да, я согласен с ним. так, социальная існуюць пэўныя договоренность. каштоўнасці, сацыяльная дамова. І калі чалавек пачынае сябе паводзіць так, што гэта супярэчыць сацыяльнай дамове, атачаючы яго людзі, якія памятаюць пра сацыяльную дамову, яны яго асуджаюць, таму што ў гэтай самай сацыяльнай дамовы была прычына. Прычынай на гэтай сацыяльнай дамове увесь механізм сацыяльны трымаецца. Калі не будзе сацыяльнай дамовы, умоўна кажучы, калі не было б сацыяльнай дамовы паміж ваярамі і мясцовым сельскім насельніцтвам, то гэтае сельскае насельніцтва просто выразалі по пізду. Ну, тогда лепей казаць дамова з класамі. То есть клас які-небудзь знаці, змагароў і крысціянскага насельніцтва. То есть, так я бы так адказаў бы лепей. Ну, гэта ўжо пазнейшыя этапы. Але, ну так, это самый лепшы прыклад, даже самая Індія. Я просто не люблю, вось пра Індыю ты добра узгадаў, там же класаў ніякіх не было, там былі саслоўі. Это іншая справа. Ну, вообще там, номинально сословие это есть класса, только они пошли по иному пути, и они этой класс застались. И у каждого, не у каждого класса, но присутствует, касты. Присутствует даже своя религия. І, наприклад, я пам'ятаю, з Пельтвезнем на зоні, коли був, розмовляв за це, він казав, що коли був в Англії, він розмовляв з одним чоловіком і казав, індус, вот тут и местные, скажем так, люди организовывают себе какую-то такую полусекту, такая, только полуиндусскую для касты. А он, индус, моему сябру каже, что это все организовывает человек, якой у касті кожевников, и он к нему не пойдет принципиально. То есть, ты заразумел. Такое присутничает. У Індыі это расхуярили ихнюю кастовую систему. Ад гэтага ўсе праблемы пачаліся. Прошу внимания, кстати, якраз, например, Маргінал, такой блогер, казав такую справу, что, наприклад, донские казаки, яны не нации, яны сословия. Например, той же самой Индии британцы, поставили, скажем так, опыты и заявили, не опыты, а как-то зацікавились тем фактом, доказали то, что у Индии есть каля 10-15 народов воинов. И каждый, скажем так, каждый человек в своей касте продолжает там жить. То есть это одиная краина, якая даже сегодня, то есть практически у каждой касты есть своя партия. Например, когда мы размовляем за парламент, то есть в парламенте есть два бачення. Это когда шмат разных партий, обычно там 2, 3, 4, які роблять коаліції. Яка-небудь там, самая лепшая бере там
30-40% галасоў і робяць з кім-то кааліцыю, або калі, напрыклад, 2-3 фракцыі чапае там по 20-30% і берет. А есть другой прыклад, калі, напрыклад, одна из партый чапае парадкова 51%, напрыклад, галасоў і забирает большую полову парламента. А у Индии справа іншая. Там у Индии получается что? Там есть шмат партий, у якіх там 1, 1,5, 3, 4, 5% максы галасоў у кожнай партыі. Гэта нонсенс у палітычным плане, гэта нонсенс, такого быць не должно. Да, по-моему, охуенно. Так, секундочку. Это страх. Я-то аккурат за сословное Не, громадство. с одной стороны, в палітычным плане, калі есть, напрыклад, в парламенты 20 партий, гэта круто, но в палітычным плане такой практика присутствует только у Индии. То есть, напрыклад, по гэтаму Индия самая демократичная краіна, напрыклад, у Азии. Потому что там партий там шмат, и кожна там по 2-3% чапае. А в Китае, напрыклад, и в Вьетнаме, Лаосе, не Таиланде, а Камбоджи, там однопартийная краіна, там однопартийная система. То есть там кіраўнічаць коммунистичные рухи. У Иране там вообще исламская краіна, тоже кіраўнічаць всем исламские лидеры. И на самой справе, Индия чем-то демократичный мажить некоторых краін СНГ. Но в палітычным плане такое обычно не присутнічае, что как бы это кто? Это той самый человек, які быў выяўлены на Дакімакуры з твайго віш-лісту. Ой, пришли легенды. Прывітанне. Вітання, сорі, я в кавярні, тут може бути гучно. Тут у нас яшчэ беларусіян зацісаўся, але ён нешта маўчыць, саромеецца. Давай пообщаемся, белорусиян, присоединяйся. Я в Мацоне ось зараз якраз греюся, як гой. І я слухаю, конечно, просто немагчыма, блядь, узровень духоты. Прям слухай, калі ты, напрыклад, да, реально ось претендуеш быць альфай, дамагчыся ось лізу, напрыклад, да, ты, калі такія душныя будзеш тэмы абмяркоўваць на стрымах, блядь, ні адна дзяўчына не паглітвае бок. Ты калі апошні раз ось хадзіў, да, ў качалку, прынцыпс там, да, кість сабе качнуў па смайлу. Калі апошні раз был? Я был, получается, позавчера. Каждый день тебе треба ходить. Я как освободился, получается. Я ходил, то есть, получается, через 15 дней. Вообще практически начал кушать креатин, качаться. Ходил в спортзал. Потом, когда месяц был в общаге, там, получается, записался на пауэрлифтинг еще раньше времени. Там понимал, буду валить уже. И там, получается... Да, я, получается, здесь сделал глупую ошибку, потому что я ходил на тайский бокс и на пауэрлифт. Не, послушай. Просто, как бы тебе объяснить? Иногда хочется по утрам встать в 6 утра, потаскать чего-то тяжелого, а там еще в совокупности со всем этим. Пришла, как тебе записать. Потом мне на фоне этого, получается, была такая ситуация, то что я, мне какой-то придурок сказал, типа, слезь с этого гребаного креатина. Я немножко слез, с этого у меня случилась такая передышка в виде 2 месяцев, скажем так. Хотел сказать. И я, скажем, вот с этого месяца уже начал ходить в качалку, как бы это Здорфит на Свинтокшистской. И я, то есть, обратно продолжаю ходить, у меня все равно договор на 3 месяца. Ой, на целый год вообще. То есть такая ситуация. То есть я продолжаю ходить просто. Но немножко был такой момент, когда перегрузился, и из-за этого у меня была такая, скажем, передышка. Видишь, такой комики, да, реализовывать стендап называется? Стендап, видишь, да? Я когда креатином жестко, да, закидывался, у меня началась великая проблема со стендапом. Особливо пораниться. Тому я супер себе не раю, да, это светохимия. Треба жестко ось поднялся. И жестко ейкал со скорлупой лепи надо. Бо там те саме, это карамель, там нейробиолог, оригинальство каже, лепи, и он разбирается. Тому натуральный абсолютно продукт мусить. Лепи ось
одразу куриця, да, на насесті лежить, і тільки починається процес возити, да, вимпління, ну, птичка, і ти знизу починаєш рот. Не, я верю. Справа Я не- ось почекай, не- я яшчэ аднясуся да І слову справа інша, Ярослава. што я Почекай, дуже секунду, і- секундочку. Не Калі отказал ласка. бы, что у меня такой шмат опыта, чтобы Блядь. там як-то разбираться, себя куплять что-нибудь самому. То есть я на самом деле чем-то еще и ребенок. Я очень люблю, например, там чипсов покушать, знаешь, типа там купить, там энергетика выпить. То есть такой, ну такой, образно говоря, дурачок. Из-за этого у меня, скажем так, питание немножко сбито. То есть, да, готовлю супы, умею готовить всякое такое. Как бы я, получается, до 12 лет у меня была такая история, то, что меня мать, получается, кормила овощами, и потом в один момент у меня где-то, наверное, лет с 5 началась просто аллергическая реакция там на половину овощей вообще, которые существуют, даже большую часть я питался только супами с картошкой или рисом. И потом матери говорил много лет, не добавляй, пожалуйста, морковку, цибулю и всякое такое, типа в суп приправ, потому что у меня от этого был рвотный рефлекс. И из-за этого я с детства как бы сам себе готовил. Ну, принципиально. Так я чисто... І праз гэта Ну, ты я хуярыў готовить не уласныя умею, просто, ваніцы. понимаешь, я слишком пересидел, и немножко как Ага. бы вот, когда ты вот уходишь с кичина, дней 5 прошло, Так. ты там, знаешь, день рождения, а у тебя передач нет, тебе запретили передачу. И ты как бы такой Мгм. грустный сидишь, как бы, и вот, знаешь, ну, просто попрошайничаешь конфеты, чисто с чаем попить, потому что у тебя день Ні, рождения. так це було... Так, хуёво це без можно можна не этого, забути. конечно, так. Это просто пойми, как бы, И- так тоже... Я хотел Как только бы, додать, да. потому что, Я- блядь, дайте мне ось одну фразу уставить, и я Кажи, заткнуся. калі ласка. Вось ты попрасіў як неўрабіёлях параіць штосьці вось у якасці харчавання, і я скажу, што найлепшае, што вы можете зрабіць з сабой, гэта вось узяць шейкер і туды камавіка сочнага просто захуярыць і выпіць усё Я досуха. Я ведаў, ты это скажеш. Ну тут бачиш, камавік так само треба 10 здабыць. А я Камаедзіца показав так реальну тему, званая, реальну гэта схему. вось, я раю камаедзіцу. Я займаўся спортом ось, 20 год приблизно. То бок я майстер спорта по Беларусі і выніку працік, яка самая лепшая тэма. Нічого не трэба купляць, просто ты загуглі, да? Дзе бліжэйшая ферма, то бок дзе цыпляткі, курняткі. І вось загуглі, такое есть Chicken Glory Hall. Chicken Glory Hall загуглі. Ты, то бок, вось там, где насест, ты просто такую дилечку выпиливаешь, и как только connection отбывается, ты просто, ну, там, лежишь, чекаешь. И это одразу белок чистейший, чистейший. Ось, я думаю, ну, маргинет тут не будет спасаться, что это самый натуральный продукт. Не, а я б усё ж таки, белок, мабыць, ні яшчэ вуглеводаў. дакінуў варыянт з синтолом, просто нахуярыць свае мышцы і нормально. Ладно, давайте, ребят, какие еще темы? І дзелкі Что ўсе мы просто тут? будуць вісець на гэтых банках. На какую тему? Лиза, слушай, почему ты не веришь в то, что русских придумал Ленин? Давай, разгоняй. Я не разумею, что ты хочешь, каб я на гэта нават адказала. Ну, ты мне сказал, что я думаю, что адказваць на гэта база. Я могу адказаць, что так, гэта база, каб табе, ну, прыемна зрабіць. Але агулам, чаму я так не лічу? Ну, потому что я так не лечу. Что за питание? Олег, конкретизуй. Я на тебя не наезжаю, попрошу внимания сейчас. Я тебе просто говорю, почему ты... Так и я не наезжаю. Реально, вот просто не разумеешь, что ты от меня хочешь. Я помню, обосновывал теории, там репостил как бы ролики, которые делают на Свободном Смоленске, на своем ютубе, по поводу того, что русский придумал Ленин. Потому что фактически такой нации не было, плюс еще там интервью было одного своего знакомого, получается, тоже пошло на радио свободных народов России. И там как бы мы отстаивали такой тезис, что понятие России появилось в 17 веке. До этого присутствовало только понятие москвитин, москаль, то, что человек там, образно говоря, с Твери, а клятый москаль, для примера, да. И, ну, я молчу, то, что те же самые финно-угорские племена, которые были мокшей. Я молчу, то, что Москва построена на территории Ніхуя сабе, мокшей. гэта ён то, что- яшчэ маўчыць. Я молчу. Не, ты працягвай. И вот есть как бы были мокши, у них была река Мокша, и там построили Мокшу, там какую-нибудь Москву, образно говоря. А, Ліза, ты павінна ведаць. Мгм.
И вот эти вот племена Мокши заселялись как бы логично, то что вот же существовала Карфагенская империя, где там, образно говоря, карфагеняне были все жители, такие Римская империя. Вот то, что все жители Римской империи были римлянами в честь города. Это, то есть, такая практика была. Но в 17 веке, когда появилось такое понятие, как Российская империя, хотя даже и то при Петре, это в 1721 году, когда он перенес столицу в Петербург и объявил, скажем, создание всероссийского государства, всероссийского, не российского, а потом Российской империи. И когда, по этнической составляющей, когда появилась Российская империя, оставалось такие понятия великорус и малорус, которые, скажем так, выделяли свои этнической составляющей и языковой. То, что, образно говоря, там какая-то там книга, где рассказывается, что вот какой-то ребенок великорус в Петербурге изучает историю своих предков малорусов, интересуется их языком и всякое другое. И понятие этнической составляющей, там происхождение, москвитин, заменилось на религиозное понятие. Как Османской империи, вот боснийские славяне называли себя турками-османами, хотя они были, славяне. И тезис какой? То, что фактически понятие «русский» и «Россия» появилось в 1917 году с основания партии РСФСР, когда понятие «Россия» было вне религиозного контекста, и плюс еще две переписи. Видно, тебя это грузит, и ты не хочешь, чтобы я душнил, так что давай, я закончу уже. Не, я хочу просто попросить допомоги у хлопців, що ти втопіть. Тут уже стільки було сказано всього, я реально не розумію, як у этой ситуации себе вести. Ну ты же, получается, ты не сказала база, я тебя поэтому и булю. Покуль ты не скажешь база, блядь, образно говоря, будешь вот, покутывать допустим, просто. будет время, да, пойдем мы на Минск, а ты, там, знаешь, чисто ты там не успеешь, чисто там под Брестом побывать, тебя будут осуждать за то, что где ты была под Брестом. Вот Минск уже там, Минск там легко. Будете взять, вы да? под Брест Менском уже на это Белом как Абрамсе, и бы, тут просто гучно говорильник Так, вось гэты будуть вас пытать. А кто придумал русских? И микрофон Лизе передается, она такая, я не ведаю. Не, вообще, понятие России, оно было в 3 этапах. Понятие русы — это варяги, которые брали местных женщин, Я дойду продавали, пописать, Лиза, ты говоря. покуль помодеруй Потом было дискуссию. понятие российской, люди русской веры, которое было больше религиозного контекста, потом Российская империя на религиозном аспекте, и потом уже, наверное, Ленин, который уже, скажем, со временем, вот уже закончил Сталин в 1936 году, последней переписью, где скажем, всецело, скажем, объединив под новой русской нации Дальний Восток, Сибирь, там, донских казаков, то есть там всех переписали под русских. Это при, скажем, большевиках русских создавали исконно, приписывая, скажем, определенные народности. То есть донских казаков, Дальний Восток, там вообще была республика Зеленый Клин, такое, если мы помним, Север Клин, это Сибирская народная республика, всякое такое. А при Путине, наверное, то есть уже, наверное, после Ельцина начался такой процесс формирования такой новой нации, как россияне. Это несколько таких процессов было. Олег, у меня такое подозрение закралось, что ты трохи з'їхав з теми. Слухай, а ось я хочу доповнити наступну інформацію. Ти зараз со смол-центром, да? Маєш працю. Тобто їх презентуєш позицію. По какой? Со Смоленским центром или про кого? Ну да, Смоленский центр. Ты там трохи, да, есть у вас connection такий певний. Такий контакт у вас мається. Вообще, получается, суть такова, что как-то вот вижу, типа, работа с Радио Свободного Смоленска, как-то заполнил заявку, они посмотрели мои блоги, и мне ей понравился, приехал в Познань такой, типа, работать можешь? Я говорю, я работать еще не могу. Они такие, хорошо, давай будем. Ну и поссал просто, блядь. Я вот они, типа, вот сейчас делают ролики, свободное время, типа, им помогаю, потому что потом они смогут устроиться, они меня к себе берут. А так я на своем канале это выкладывал. Я просто говорю, что выкладываю, что мне нравится, им это нравится, они меня за это хвалят, типа, всякое такое. А так я делаю нет, потом у них работать. Как бы Смоленский республиканский центр находится в Познане, так что мне будет страшно. Просто меня цікавилась така інформація. Ти, раз з ними все-таки невеличкий коннект був, я ось заходжу в інтернет, я, звичайно, не сижу, но ось на днях заскочив. І така інформація, я вижу, у наших неонациста Батуліна, хто бачив відос, як вашого ось представника ось смол-центру этого живіцу, да, який смоленський обласний депутат,
жорстко напружваць і пыліць нейкі, да, братішка іхні. І, ну, там не выбачацца, не выбачацца, промышляешь. Вось якое твое ставление в этой ситуации? Что ты думаешь? Я с калиновцами по поводу этого говорил. Гена, он просто всех будет. Всех. Да. Кто не с ним, тот не прав. Вот как мне описывали вот калиновцы, кто такой Гена. Ну, типа, не брать всерьез. Типа, они дословно цитата... Будзе як рэагаваць, ну, вырашаць гэта пытанне, ну, якая будзе... Я тебе скажу Я так, думаю, я считаю, Гена, что, он ну, забули Смоленский украсть ей сепарат, в микрофон принципе, белорусиян. годный. Он, попрошу внимания, будет его за то, что он пошел в БДК, и потом оказалось, что он не умеет воевать. Человек русский пошел в белорусское подразделение, будучи депутатом. Я считаю, что это достойно уже уважения даже сейчас. Да, конечно, было, не знаю, на выпитывание, что ну такое там не предуглежено. Гена просто всех будет. Это просто единственное обоснование. Як можна забудить российского депутата от КПРФ? Вось Гена, конечно, блядь, заебал. Прыгнятая и прыгнятая. Гэтых маленьких хлопчиков белорусских. Зялёных таких. Няспелых яшчэ. У якіх яшчэ дырка не заросла, блядь, а ён ужо там пальцы, блядь, сувае свае. Гена, что ты робишь? Перестань, блядь. В принципе, я так разумею, что... Навошта ты выебал жопу Лахвича? Гена, ты за все откажешь. Ну, ты уже перебарщиваешь, если так говорить честно. Ну, давайте уже без этого. Ну, я так разумею, ты не збираешься ехать просто. Куды? Можешь в Украину. Можешь себе дозволить такие речи. Я не збираюсь, это правда. Я высказываний не боюсь и... Так скажем, я худшей боялся вот такое внимание, что я стараюсь я говорю в открытую, я от своих претензий не отказываюсь, но ты сейчас мне делаешь очень неудобно, потому что я такого не распространяю, я тебе такого говорил в поздно, кстати. Я от своих идеалов не отказываюсь, у меня есть планы на ближайшие, скажем так, 5 лет. Активность твой идеал. Я б худшей боялся вот на месте Что ты говоришь? Нічого ён не казав. Я питав, який твій ідеал, Френ, до якого ти імкнешся? Сейчас у меня есть перспективы, которые я, скажем так, не хочу озвучивать, которые у меня есть. Но там, скажем так, как бы тебе объяснить? Если я добьюсь, чего собираюсь, у меня вполне возможно, даже не так. Я вполне возможно, дай бог, могу окончить судьбу Бориса Немцова. Либо Литвиненко, потому что суть такова, что перспективы есть, но формат того, что меня может и не стать. На мосте каля Кремля, як він там назывался? То бок ты можешь стать выбитым российским политиком. То бок ты хочешь, как тебе Родион Батулин пристрелил просто в Украине? Я по России политикам уже как бы понемножку становлюсь, потому что я, например, сейчас... Вот этот Смоленский республиканский центр, я очень много в него вкладываю, на самом деле. Вот я сейчас разрабатываю, во-первых, ну, там очень мне как бы содействуют, как бы, то есть, как бы они меня там моментами хвалят. Я вот там делаю границы Смоленской Народной Республики, границах там СССРБ, БНР. В итоге там мне говорят, что я там лезу на территорию Псковской Народной Республики, но как бы там дословно начинается с того, что не хочу тебя перехвалить. И формат такой, что у меня по планам вообще это доделать проект истории Смоленской Народной Республики, историю, потом и сделать как-то краткий гайд на лексику смоленского языка. То есть там должно быть суть такова, что это смоленский язык, диалект белорусской мовы. И я сейчас, получается, там какую-то книжку смоленских говоров, но я делаю аллегорию, получается, на дореволюционный русский. И лексика присутствует до уровня, скажем так, то есть там порядка, на мой скидку, где-то 30-35% это белорусские, 30-35% это белорусизмы, и, скажем так, 10 понятий это базовые русизмы, базовые славянизмы, и это типа я, ты, скажем так, и порядка пара процентов, там тоже 10% это русизмы, то есть белорусские русизмы. То есть есть, например, Йон Яна, наприклад, в тому ж самому Білостокі вообще було таке поняття, типу, там, я не пойду там шукати дівчину за рачку, там всі кажуть, вон вона, а мені треба Йон Яна. И в Смоленске, то есть по говорам, вот книжки, там просто вот переводить слова, там не полная, скажем, книжка, да, не полная. Ну, там есть примеры диалогов базовых, типа, там где видно, что в белорусском используется ти, там используется через т, ти. Есть Йон, Яна, и иногда встречается, например, Ина.
Типа, она, ина, вместо это... Я как будто на очень странном свидании, с которого почему-то не могу уйти, реально. Олег, у меня ощущение, что ты мой сонный паралич. Не-не-не-не, Это... не на свидание, не на дейте, короче, а на этих, С чего бы на так? сватаннях. То бок мы сядзім і вас сватаем з Олегом разом з Ярославом. Что? Але сустрэча не задаецца, карацей, нешта. Вельмі дрэнна атрымліваецца, чувакі, трэба нешта з гэтым зрабіць. Просто жесть. Я тебя не трогаю. Я тебе сказал, тебя будет не буду, как бы, но ты сейчас Ну, как бы мы так тут агрессируешь, для типа, гэтага і типа сабраліся. со мной тяжело, блин. Ну, блин, Потрогать. что тебе не нравится, я не пойму. Хочется или не Это что, может. неправда? Это что, это неправда? Ты думаешь, с тобой просто всем тут находится ці як? Ну, блин, ребят, можете меня не приглашать, если вам я не нравлюсь? Не, Мне нравится. мне, Не, наприклад, я- вельмі я падабаецца, а чат просто у восторге, як то кажуть. Олег, Ну, но я не вот, хочу себя булить. Я не з мэтай булінгу, разумееш, гэта все роблю, а з мэтай, ну, нейкага асабістага разумення. Что я ў жыцці раблю. Такая думка увесь час в голове. Ну, хорошо. Ладно, про Так, смоленский договорились. язык. То есть я рассматриваю базовую лексику, то есть там есть примеры диалогов, я замечаю такие, то есть базовый то есть белорусизм, то есть любой белорусское слово, где пишется «в», Да, на секунду можна? Я просто доповню. Мені не зовсім зрозуміло, чому як ми перейшли на Білосточину, я яку інформацію чув, да, на конкурс ті, там, ці. То есть, умовно, по-білоруську, типа, это типа, ну, на кшталт там. Да, чекай, почекай. Типа, да? Это якби, ну, на кшталт. А по-польську это значит, ну, нечто такое, типа, безда. Ось, а чому так здарилося? На Білосточині яка з цим ситуація? Тому коли я скажу при поляку типа, я подумаю, ти що, охуєв? Там, ну так, свариться брудно. А як таке розходження у нас відбулося? Як така твоя думка яка? Это базовые виды изменений слов. В русском языке было такое понятие, как диван. То есть в славянском языке было такое понятие диван и ковер. То есть истинные славяне исконно сидели на ковре. Ковер в формате нынешний диван. Но когда, скажем так, русские начали в период Золотой Орды смешиваться с татарами, у них произошло замещение. Потому что все, скажем так, татары сидели на коврах, а ковер, скажем, это диван. И в итоге диван у всех славян это ковер. То есть, понимаешь, это вот такое замещение слов, то есть изменение смысла из-за каких-то исторических обособленностей. То есть где-то, например... Як типа, як на кшталт, могу перетвориться ось, ну, в жаночий, так сказать, орган. Ну, ті мужчинські, у кого там є. Это определенные процессы проходили, я тебе точно не скажу. Я пока что изучаю процессы лексики, я их очень сильно сейчас изучаю. Потому что моя цель — это составить краткий гайд, то есть я говорю вот описание, то есть различия. То есть, образно говоря, это базовая лексика, это он, она, ты, она. То есть в смоленске это белорусизм, ён, яна. Присутствует такая им, а это украинизм, кстати, такой интересный. Хотя присутствует все-таки и им, хотя нет, им не присутствует. Еще есть такое слово «ина». «Ина» Лиза Прокопчук. Например, ну, ты понимаешь. Что это значит? Это наезд. Понятие смоленского языка, что? Як это перекладається? «Ина» — это «она». Ладно, я зрозумів. И вот, также в смоленском языке присутствуют такие понятия, как «ета», «еты» и «ето». Ена. «Ета», «еты» и «еты». «Ета», «ета» и А понять Не суть. ладно, что там, ладно, не суть. Еще у меня есть какой-то такой, скажем, план создания истории как бы смоленщины, но как руки дойдут. Подождите-ка. Ніхуя собі, ось, я уявляю собі, як удячныя будуць смаленчукі нашаму Олегу за тое, што прыдумаў для іх гісторыю. Я лічу, што гэта... На того гляди, на того. Як это история, это будет переписывать? Прошу внимания, моя земля входила в состав Мстиславского княжества. Всеславль, я считаю, что Твоя Всеславль земля? Беларусь, но я отношусь минимально к этногруппе смольчан. Так что я в теории как-то могу участвовать в проекте в этом. А что же такая твоя земля?
Только не кажи полезть. Бывшие территории Смоленского княжества, которые еще до похода Альгерда на Москву в 13 веке со смольчанами вошел в состав Смоленского, ну, литовского государства. Почекай, а ты так само такие, як гэта назвать, Я чорнорус, як наш Ярослав? Нет, я белорус. Я белорус, я с восточной, говорю еще раз. Ну, у нас Ярослав так само з усходній. Не, Ты могилевский? я балт. Кто могилевские? Я Я балт так само Могилевская. Подождите, я ж так само Могилевская. Куда Ты могилевская? Я народилась в Могилеве. Олег, Капец. доставай черепомерку, давай уже. Нарешті ми почнем Могилевский страх. сур'ёзне Не могилевский, я тоже могилевский. Ой, страх. Даведаемся, Васюлі з галоўкай ці без галоўкі. Я узнавать не хочу, пожалуй. Ну, придется, Олег, придется, ты сам это все большая. Давайте без этого. Ладно, еще у меня есть базовый план создания истории Смоленщины. Мы Потому что- уже зразумели, так. У меня есть еще сейчас на Смоленщина ближайшее без время тебе план просто создать... никуда. Вообще, я накопал информации, то, что на территории Брянска была Полесская народная республика, созданная эсерами и анархистами. Ну, это И, хуёво, скажем, что проводили она была. съезды в Чернигове и в Гомеле. Потом объявились частью Украины, пришли большевики, сделали Полесскую ССР, тоже на территории Брянска. Так что я... Гэта бачна, да, по сённяшні дзень як бы. Полешуки. Вот, помнишь, что я сейчас пост опубликовал на своем канале, говорю, я как бы обращался к белорусским полешукам, типа, ну вот, у нас сейчас есть план раздербанить Россию, давайте, вот полешуки, белорусские, там, может, кто-то польский, а украинский, но украинских там мало степени. Давайте мы Хотя, на просто самом деле, разбомбим потому что Россию Украина и на на пустое Украине, место вось гэтае заедуць полюшукі. Почему? Ну, Там одни живут тоже болота, полешуки, другие они болота. делали, ну, в основном на западной Смоленщине, ой, западной Брянщине больше, преимущественно, хотя эти территории входили в состав Смоленского воеводства. Ну мы новую Конечно, историю да. напишем к России, это не важно, не суть. Ну, у меня базовая, скажем, история Смоленщины, скажем, вот такое могу попробовать зачитать, если PDF-файл у меня этот остался. Ай, блин, сейчас попробуем зачитать. Ось пакуль Олег спрабуе зачытаць, Ліза, ось. Я бачыў твой стрым пасля вось так званых выбараў у каардынацыйную раду. Табе ўдалося з дапамогай там псіхолягаў, антыдэпрэсантаў, моцных гэтых антыпсіхатычных лекаў пабароць свае негатыўныя ўражанні ад гэтага працэсу і ад вынікаў. Так, але не ведаю, напэўна, хутчэй там нейкая гадалка дапамагла, то бок ты можаш заўважыць, як пасыпаліся мае супернікі з іншых палітычных спісаў. Амаль з кожным спісам нешта здарылася, асабліва з тымі, якія больш за ўсё накідваліся на наступ. Вось, таму настрой у мяне трошкі падняўся, сапраўды, то бок я лічу, я лічу, што все цяпер все правильно. І свет выраўняўся. Все нормально. Гэта добра. Гэта я ухваляю. А наконт, я хочу доходить Лизе на экспертное меркование, экспертского меркования наконт іншай экспертки, этой Мартыхиновой, Мартыновой вот этой. Як ты думаешь, что там такое пересталося, что так она вот не пускает в Европу, як аллергия як-нибудь створилась? А можно, ребят, показать быстро, кстати, вот для примера лексики смоленской, можно просто быстро пример? Давай, если вам видно там было. просто голая задница. Первый- Нічого абсолютно не бачу. Да, блин, вообще ничего. Ну вот тут, например. Видно. У, ти. Тут есть хто, я е. Ти, У-ти. ета, у, хто. Например, это смоленская Кто я? лексика. Так что у меня в планах сделать смоленский язык. Да. Вопрос давай, извини, я перебил. На штулки. Да. Так, на конт Мартыновой, ну, у меня нема адказу, ну, типа, там зрабілі запит, не толькі я разумею, каб зразумець, чаму я не пусцілі. А напэўна, спекуляцыі всякие, напэўна, не буду расказваць, потому что я думаю, что Мартынова можна такое і паспрабаваць засудзіць.
А мне толькі гэтага зараз у жыцці і не хапала. Вот так. Ну гэта канешне прыгнёт, я лічу з боку паноў. Яны ребят. працягваюць тысячагадовы ціск на украінцаў і на беларусаў. Мне просто цікаво, ці будзе нейкая, ну, позиція, яка будзе в кінці рады? Ви будете отстоювати неяк своїх, і гэтых, ну, бандерівців, там, я не знаю, ці наших, ну, нейка буде, може, тиск на Зеленского уладу, ці наоборот, это типа не наши, і, ну, Не-не-не, ну я пакуль не памятаю, што будзе рабіць КР, як бы тут там, я думаю, у Мартынавай зараз даволі вялікая фракцыя, яны справяцца як бы з тым, каб скаардынаваць не пазіцыю КР па данным пытанні. Адзінае, хто, напэўна, я спадзяюся, то бок хто, калі не яны гэта зробяць. Яны, ну, зараз як бы што, ну, зараз спрабуем дазнацца, чаму і ўвогуле забаранілі, бо як бы відавочна і нічога не сказалі. Калі даведаемся, то можна нешта не робім. Я просто, ну, не знаю, я, конечно, ну, не погрубленный у кухни, может быть, есть магчимость скористаться вот этими контактами, да, лекции в СБУ, как не по международной линии пробили информацию, ну, разрешили не реально, ну, я лічу, что які-ніякі, это все ж таки наши белорусы не могут там або хто, тем более поляки вырашать, вот так, ну, кому заезжать, кому не заезжать. Может быть, по линии спецслужб там есть машинность пробить ситуацию. Ну, я спадзяюся, але думаю, што вот там у іншых людзей ёсць больш кантактаў, там з украінскімі спецслужбамі у тым ліку, таму спадзяюся, яны там справяць Алекса, там, не ведаю, я больш пакуль не ведаю, спадзяюся, все карацей на хрусткіх плечах или на Харрисона. Вы здесь пакуль не абмяркоўвалі, да, такую як бы магчымасць, такі варыянт? Я ўвогуле рэдка з ёй размаўляю, калі шчыра не сталася. Вось. І не планую вяртаць камунікацыю. Я ведаю, што ёсць такі некае спаборніцтва, да, там ГУР, СБУ вось по этой лінії, так вы трохі, ну, не пересекаетеся, ці як это просто? Так, мы в спаборніцтвах пакуль не ведаю. Я не ведаю, хто вядзе рахунак, падлік. Спадзяюся, што я перамагаю, ну так, па адчуваннях, так, але паглядзім. І сапраўды гэта так не ведаю, там, калі-небудзь усё гэта скончыцца. Олег, ты хочаш вести, Олег, ты хочаш вести падлік падчас нашага спаборніцтва з Галінай Харрисовой? Политично. Ты как думаешь, справишься с такой ролью? Что надо делать? Вести подлик. Включить. Кому один, кому там балл, кому два. Баллы или там, я не знаю, баллы. Ну, właśnie, ты погляди Калі на адзін мою другому кар'еру, так, б'е па ебалы, то трэба лічыць. Калі нет, то сядзіш просто глядзіш. Да. Вось, трэба, ну нет, ну вот все ж таки мы політикесы, так, з Алінай, то вот трэба, ну, неяк хитро, вось. Я разумею, что я як бы не на вершині політычнага Олімпу, далёка не на вершині. На вершине Олега, это правда. Мне просто ставить, мне получается составить сейчас какую-то, скажем, рейтинг. Да, рейтинг, ты просто подумай, так вось абстрактно, хто перамагае, вось, калі мы з Алінай мелі вось такую барацьбу, то хто перамагаў і з якім лікам? Из политических групп? Не, менавіта я і Аліна Харрисова, вось, адзін як бы PvP, просто літаральна, вось, ну, удвох. Номинально, она как бы вроде как, она в Евровыборе же, да? Ой, была в Евровыборе. Она была или... Там Лиза застыла ў нейкім незразумелым таким руху. Ну, это база. Так, мы зразумели. Такова, что Евровыбор был создан представителями штаба, как независимая такая партия. И, скажем, большинство голосов она держала за счет штата. За счет штата. То есть есть структуры, есть представители фракции.
и, скажем так, у нее как бы популярность из-за того, что она существовала, она, то есть Стой, у нас очень Стой, много Олег, я тебя сразу остановлю. Ты не туды думаешь. Ты не думай про практику, ты думай только про меня и Алину Харисову. Просто, вось я и Алина Харисова. Одна вопрос одной. Так, Думай про хто гэта з як нас пра відос Two перамагае? Girls One Cup, і ты вось Я кап, Олег. полагаю. Блядь, завали уже, куды ты уже лезешь? Блять. Вось так думать. Ну ладно, я посяджу, помолчу. И Разбирайтесь. что, ты? Что? Я не понимаю. По популярности я выражаю, что ты. Я не знаю. Ну, побольше. Гэта быў адказ, я не зразумела. Ну дзякуй, падлюбляўся, дзякуй за лічаны. Вось з гэтага трэба было пачынаць, Олег, наше знаёмство. То бок расказаць, якая крутая, што перамагае Аліну Харисову. Я б, можа, да цябе па-іншаму ставілася. А вось мне цікава, реально, калі так просто змадэляваць. Я паглядзеў это відэо сёння ў інстаграме Лізы, як там нібыта быў прагрэў Харисова, вот это рекапти, як там это называлось, ну не суть. Что там тайский бокс, там то все, приемщики показывали. Мне цікаво, коли реально бы по правилу ММА без раундов чисто вось вышли в клетку, 25 хвилин от звонка до звонка, хто б вось перемог бы, цікаво. Не, у такой конфигурации просто лечу, что я выигрываю бой, коли я на его не приходжу. Поверьте, я не хочу там себе сотрасов яшчэ нейких. Мне нормально живется. Ребят. И видеть Алину так само не хочу. Так, ребят, история Смоленского государства. Первая часть. Порабощение варягами-русами бедный народ Смоленского, бедный народ Смоленского княжества и основание государственности наподобие Золотой Орды в будущем, где бедных женщин продавали, потом становление Смоленского княжества, независимое получение независимости, это уже, скажем так, почти начало XII века, когда первый князь Мстиславич, который основал Мстиславль, это мой город туда входил, в того княжества, который вошел в ВКЛ, самый первый. Он, то есть как славянин, уже это Мстиславич, это первый славянин. А тот же самый Смоленск основал варяг рус Каган Олег. Это он основал Смоленск. Вообще. Он был варяг, рус, прапрадец. Олег так само. Нет, он русом был. Рус это ж кто? Это ж обычный викинг, варвар. Хорошо, Олесь Гарун русом был. Ну, Русь это Полесье. Нет, это, я думаю, украинцы не погодятся с собой. А что это за такая новая позиция? Такая база как... Не, Крым... Русь, база это... Ну, вообще, как бы, скажем так, оно больше строилось на Полесье. Вот именно Полесье. Типа Беларусь, Украина, это вот именно Полесское государство, которым правили варяги. Но в дальнейшем, как бы, больше ценно было то, что Русь это Украина. Потому что княжество русское, это исконно была Украина. То есть есть переписи, вот вообще есть Великое княжество Литовское, там был статуты. И там упоминается, что русины, они жили в Чернигове и в Киеве, в Чернигове и в других областях. Но в Москве в тот период времени никто не называл себя русским. Даже русинам не назывались там. Там назывались себя москвитинами. Даже последний житель Твери, он был москалем, москвитином. Потому что Московское княжество настроилось на финно-угорских племенах мокшей, которые христианизировались, молились на Македонской мове, и так, то есть мокши, когда христианизировались за счет того, что молились на македонской мове, потому что Кирилл и Мефодий перевели в Библию на македонский язык, а не на церковнославянский. И вот когда эти... А что за хуйня? Вот я читал, да, про жестких русов, вот где-то какие з'явщины нахуярились, что их шланги были по 2 метра, блядь, такие, резиновые. И як могли некие, блядь, дикуны приехать, вот эти варяги, хуяги, и типа их там, ими керовать, это что за такие кал? А як, наши продки были великие, напевно, як Тут были территории. Для начала, первые территории славянские, это было Полесье. Там Беларусь, Украина, скажем так, Польша, получается такая, это Люблин чуточку ниже, вот это был ареал Полесья, здесь появились вообще первые славяне. Либо они пришли с Балкан, либо они на Полесье отделились от балтов, разрослось как племя. Это была Русь.
Что такое Русь? Ну, это мой. Рус, Это мой. говоря, всякое такое. И вот на территории Полесья образовалась такая нация Полешков. Если говорить за Русь, Ну. тогда это уже драговичи и волыняне с киевлянами, черниговцами. Ну, в основном это Волынь и Туровщина. Это два Ну, а таких варяги? племени соединились. Откуда вот вы Лиза, ты они оставались записывай, Русью. записывай, а то гляжу Да. уже спишь. Потом пришли варяги, Пиши. они поработили Откуда? Русь Чекай, Значит- откуда пришли? со Скандинавии. А, типа полностью там Если откуда? ты изучал всемирную историю, то ты должен знать, то, что варяги приходили и долбоёб, разграбили блядь, Англию. На территории Англии было сделано больше 5 государств варяжских. Одни датские, другие норвежские, третьи шведские, но номинально это все были норманы. Такая практика была в Англии. Финны. Типа финны, у них там, да, вот это скандинавское Не, ты не понял. Это были, это был единый народ датчан, норвежцев и шведов. А финны? А финно-угры это больше Москва. Потому что, вот смотрите, например, был Новгород, это была колония, потому что это была Великоруссия. То есть была Великоруссия, это колония, скажем, Руси. Ну, колония, все. Вот есть же, например, Британия, а есть часть империи. Так и так. То, что вот есть Русь малая, то есть это вот часть империи. Это принесли греки, когда при Красном Солнышке, он уже первые священники, они были греками сами. И у них было такое понятие Малая Греция и Большая Греция. Малая Греция это Полупонес, а Великая Греция это Крым, Сицилия, там, колонии, в общем, другие как порта города, там, Венеция, это все Великая Греция, понимаешь? И когда мы говорим... Так Что? чекай, это как красное солнышко, это ж около них, типа, было черное солнышко, то есть, коли я не правильно разумею, славян. Нет, Красное Солнышко был в Киеве, там вопрос другой. А черное? Ты меня сейчас подъебать хочешь? Не, ну, кстати, я чув такую информацию, чому славяне, ну, вот это все деды, воеватели, вот это, блядь, все язычники новые, яны використовують чорне сонце, звичайно, ну, типу, князь чорне сонечко. А червоного я ніколи не бачив, ну, тільки Киловрат бачив червоне. Красное Солнышко это человек, и Черное Солнце это символ славянский. А, и типа это гонор червоного, черное гонор червоного. Но я сомневаюсь, потому что Красное Солнышко связано с Черным Солнцем, это разное. Черное солнце вообще с такого понятия, как черное солнце, она присутствовала у готов, чем пользовались в будущем, скажем, сторонники, скажем, эндестапа. Черным солнышком пользовались и украинцы, и белорусы, и другие племена. Если есть базовое, скажем, черное солнце, которое пользуется, например, в России, есть базовое черное солнце, которым пользуются в Украине, есть базовое черное солнце, которым пользуются в Беларуси. Номинально, так скажем, одна и та же символика. Это такая прокси-языческая. То есть, возможно, Черное Солнце это был одним из первых символов, которые вообще использовали там первые арийцы. В противовес я скажу то, что я вот помню общался с каким-то человеком, историком, он мне скидывает такой ролик, что вообще предположительно Хоругва Гедемина, это не Хоругва, а как она называется, Колюмна Гедемина, потенциально могли пользоваться еще первые славяне, а именно с Балкан. И первая колюмна, возможно, появилась у балканских славян. Понимаешь, вообще вот эти первые символы, вот как черное солнце, как колюмна Гедемина, это очень старые символы, очень старые, понимаешь? Нет, очень старые. Да. 100%. Так як ти мені хочеш сказати, що ось готи, да, вони типу такі ж, як і Батулін, тобто ультраправі з этой темі, да, рухаються? Ну, Батулін, до речі, у нього так само мянушка чорна сонька. Объясняю, сторонники, скажем, эндестапа когда-то давным-давно, они оперировали, скажем так, вот я читал Майнкамп, да, на самом деле такая книжка интересная, но трудно найти, во-первых, аудиокнигу. Осуджаю. Давно. Сколько раз ты читал? Ой, блин, я половину почитал, потом у меня голова заболела, и я понял, что это слушать я не могу. Потому что очень много слов расовая теория, не расово чистая, я просто с этого угорал. Я слушаю книги на скорости X2, но из-за этого у меня голова начала болеть. Так может проблема не у книги тогда, а ты что-то на X2 слушаешь? Нет, я обычно на скорости X2 слушаю нормально, даже моментами X3 это вообще мазохизм, скажем так. Да, такую штуку? Книга книга норм, такая интересная, как бы философия большевиков. И суть такова, что
они были чересчур правы. То есть эта теория строилась вот именно на северных племенах Мам, подожди. готов. А десятки попробуй. Что отбывається? А десятки попробуй. Что происходит? Подається, Ярослав робить ставки, чомусь у мене Есть такое люди? відчування. 10 килограммов на 6 попробуй, пожалуйста. Так. Просто перед собой там стоять. 10 на 6. Буде... Трохи двинуто. Хорошо. Ну, так. 10 10 на кілограмових 6, я розказую. Я тлумачу, як подиход робити. Вибачайте. Подождите. Ладно, в общем, суть такова, что Майнкамф это просто книга, она немножко мазохистская. Потому что если мы говорим за классический национализм и сравниваем его с его там, с нацизмом, это не нацизм. Нацизм, он чересчур сумасшедший. Потому что базово он формировался за счет каких-то северных племен. Я еще помню, как была такая практика, что в Восточной Пруссии, скажем так, местные люди были недостаточно арийцами, и поэтому там вводилась какая-то практика, что каждая женщина там была обязана, образно говоря, там дать красивому гвардейцу. Понимаешь, то есть это бред был полный. На 6 разов. Ты понимаешь, Я вось лічу, што Ліза яна потрапіла ў гэты мем пра вось цікава, што ў гэтай прыгожай дзяўчыны круціцца ў навушніках, а там гэтая хуйня. Олег, мне кажется, ты троллишь нахуй, ты дропишь, но это не тролли, но мы не настолько тупые тупицы, как типа вот это хавать. Вымышай, ну, блядь, я не поверю николи в житті, что там 1000 назад, да, жили вот эти готы, які, ну, субкультура, да, и немки там, блядь, черное солнце взяли. Мне кажется, ну, трохи ты не понял. Я тебе просто хочу сказать то, что скажем, Германия, она укопалась вплоть до арийцев, и черное солнце воспринимали вот именно как то, что используют древние арийцы. То есть настолько докопались. Черное солнце, оно было сдвинуто с территории Центральной, Западной, Восточной Европы, на территории всей Европы. У бывших выходцев, скажем, ну, потенциально индоевропейских народов. Немцы, они сбрендили. То есть австрийский художник, он был слишком сумасшедший, и он считал то, что надо возродить там индоевропейскую нацию, а черное солнце, оно просто было языческим как бы символом, который потенциально использовать могли первые, скажем так, вообще, ну, первые индоевропейцы. Блять, это и... вот готы, ебаные, субкультура вот эта, блядь, черномазых. Нет, ты не понял, готы как племена и готы как субкультура, это разное. Не разумею, что это за новая байка. Стоп. Есть готы, которые красятся, я не знаю, там в черный, там на могилах спят. На самом деле мало чем отличается от россиян, но вопрос другой. Ну. А есть готы как племена. Подожди, які готи мало чим відрізняються від росіян? Я извиняюсь, мне важно критично. Это шутка такая, блин. Это жарт, все. Это жарт, ось прыкладна 1,5 гадзіны стрыму апошняя, гэта вось усё вялікі сетап, Лиза. Ты слухай, зараз будзе панчлайн. Понимаешь? И когда понимаешь, есть готы как субкультура, а есть готы как племена и нация, которая разделилась на скандинавов и голландцев с немцами. Это готы. Хотя на самом деле англичане это тоже готы. Потому что немцы первые заселяли, скажем так, Англию. Это разные. Есть племена... Что? Понимаешь, вот есть такой называется Готланд. Понимаешь? И по одной из теорий вообще первые готы пришли именно с этого острова и развалили Римскую империю. Вот понимаешь, вот есть даже такие теории. Готы и готы это разные. Ну, мы недавно с Патриком обмерковывали, вышел ремейк Готики. Это гонор этой субкультуры, это старожитный готов. Нет, есть разные вещи. Есть готы, племена древние в Северной Германии, да? В общем, это племена, от которых образовались датчане, норвежцы, шведы, исландцы, хрен с ним, да? Гренландцы, англичане, голландцы, немцы, австрийцы. А есть, ну, номинально как бы франки тоже считались готами, кстати, но это другое. Суть другой, то, что есть нация гот, а есть субкультура гот, это разное.
То фактично, ну, франки це, по-перше, валюта, давай на этом розпинімося. Ну, добре, то ти хочеш мені впарити теорію, що ось були раніше старожитні готи, і вони потім виросли, ну, типу, формувалися різні нації, і потім створили субкультуру, блядь, ще. Я не знаю, где появилось такое понятие, скажем, гота, и существует такое понятие готика. Она пришла, возможно, с Германии, не знаю. Хотя не, по-моему, готика это больше костел. Нет, ты не понимаешь, просто есть, говорю, были индоевропейцы, их немцы называли арийцами. Они разделились на десятки народов. И австрийский художник, он сошел с ума, скажем так, и взбрендил вот именно возрождение первых индоевропейцев. Что с тобой, Маргинес? Не, ничего, это Скажем так. Понимаешь, и он, понимаешь, на самом деле в политике австрийского художника понятия немец не было немцем. Есть вот чистокровный по черепу, да, и все. И чистокровный по черепу это даже не немцы, это все, но вот получается по его идеологии подлежали уничтожению потенциально, скажем, там чуть ли не каждый третий, для примера, да. Но, скажем, какие-нибудь там потенциально народы, например, Беларуси, они считались там прокси, там арийцами, да, ну это генетически как бы да. А немцы вот по некоторым теориям вообще в меньшей степени, да. Эстонцы считались, хотя это вообще финно-угры. То есть там теория, то есть политика, она была нестандарт, то есть не присутствовала база, да, то есть там местные немцы молились чуть ли не на Майнкамп, но это, ну, то, что было в теории, то, что получилось по факту, это разное. Потому что, Ну, например... То есть, как, например, немец из Восточной Пруссии это не ариец, но эстонец, который вообще к индоевропейцам не относится, это, скажем так, ариец. То есть нету базы. То есть это немножко, скажем, мазохизм. Є один складник, який цілком розбирає ось таку теорію, лучше нагляді. Ось є такий архітектурний стиль, як бароко, там, да? Є готика, так? Ну, готичний стиль. Ось ён, по-твоєму, створений готами субкультури, ці готами ось цими старожитними, які жили там, ну, в печорах. Гот это другое. А готика это стиль костелов, который появился в Римской империи, в основном в Риме. Это готика. Блять, яка готика маєш на увазі? Яка гульня, ці, блядь, архітектура, ці скульптури? Ти, блядь, ну, одразу тлумач, що ти маєш на увазі? Я вже забув. Есть готы как племена в Германии и в Скандинавии, которые сделали первые государства Центральной Европы и Скандинавии. Есть готика, которую основали римские католики. А есть готы, культура, понимаешь, такая, где люди красятся в черный и страдают всякой хуйней. Тебе так сложно понять. Олег, все, я скончу гэты разгон, ён мяне задолбал. Олег, ён все тролліць, просто ведай. Я ведаю, што я твоя сяброўка лепшая. Секундочку, можна яшчэ раз паясніць за готаў? Давай. Так. Я сдаюсь нахуй, это реально пиздец. Ну, Маргинес разбирается реально. Маргинес давно разбирается у готах, готике, и там, что там было еще. Вот. И готичности. Готичность, так, и, ну, все остальное. Это понятно. Олег, а ты до якой субкультуры належишь? Я, скажем так... Блин, я пытаюсь как... Я даже и так не отвечу. Как бы сказать даже. Я, наверное, больше... Ну, блин, субкультура. Я анимешник, например. Вот такая субкультура. Тут вот у меня есть такая красивая... Так, тут Дандан, это унесенные... И Брест, блядь. Обожаю. Я так само занимаю некого. Конечно. Тут вообще это такая аллегория, типа, он как бы анимешный, что-то такое, знаешь, типа там по культуре, а есть Брест. Он здесь будет висеть, потому что как бы будет давать аллегорию того, что как бы кто бы ты ни был, как бы тебя помнит. И я вот пропоную даже нашему Маргинезу повесить на фон каких-нибудь одну фотографию, какую-нибудь одну картинку. Анимешница. И все можно там лимонными девочками завести, как бы вот все вот так. Делай так, давай. Но по-любому должен быть доброволец, потому что мы его помним. Субкультура и субкультура. Ну, это тоже субкультура, как бы. Национализм, как бы, культура, история, вот эти мои хобби, как бы, но прям субкультуры, понимаешь, я же как бы из консервативного государства, где субкультура — это понятие с государством как бы отрицательное.
И когда мы говорим, то есть в Беларуси уничтожали субкультуры. Такие, например, субкультуры, как панки, как скинхеды. Готы. Да. Они, скажем так, были уничтожались. То есть футбольных фанатов ловили, фотографировали, скажем, снимали, запоминали. То есть их уничтожали, даже футбольных болельщиков. То есть вот эти субкультуры уничтожали. Последняя белорусская субкультура, аниме Ридан, была признана частной военной компанией. А там были школьники от 14 до 16. Простите меня. Ой, до речі, такі так само були. Частная военная компания. Вот. Чорне насилля. І ми пробивалися так само. Там, позвольте собі, За мной тут малювали на чорним. геликоптеры прилетели готы. Походу пиздец уже все. Блін, я зараз прийду домой, у мене є помада дома чорна. Я ввогуле буду годка, Олег, рихтуйся. Бля, у меня сейчас паничка. Добре. Бля, ну яка, погодите, яка охуєнна Декимакура, конечно, просто ебейшая. Ой, это, ну... Ну, я патрабую адсотак, то бок, калі вы будете гэта прадаваць, я яшчэ не вырашыла, які, то бок, можем паразмаўляць пра гэта, але ён мусіць быць. Мне любые коты, які, да? 88 отсоток. Любые коты, такой побачыць, ён, я думаю, ну, захоча як мінімум распектурызаваць пазыкі Елизаветины. Так. Блин, может таки мерч запустить для реструктуризации позыков? Для реструктур. Вот реально уразливо. Я вось хочу агалосіць, тут невялічкая апытанашка прайшла ў чаце. Пытанне гучала, як хто перамагае ў баксёрскім спаборніцтве. Варыянты былі два: Олег Френ і Ліза. Вось 13 галасоў у нас агулам. За Олега проголосовало 38%, а за Лизу 62%. Нарешті, чергова перемога наступа. Дякую всім за підтримку. Что происходит? Нет, так, кстати, Лиза жестко занималась спортом. Ясно, что у ее хоры, как бы, тому... Ну, аудитория так лечит, Олег. То бок, покуль ты не расхуяришь ее ябушку, люди будут переконаны абсолютно у тым, что... Да не, ну, слухай, Олегу трошки позаймацца, трошки подкачаться, ён вышэйшы за мяне, то бок там, ну, мне уже тяжко адразу стане. Просто тяжей. Блин, ну... А хочете ну, такие дебаты? Так само на моем канале можно транслировать. Это, ну, можно еще шахматный бокс, ці як это, так? Вось нешта такое. Мы спочатку боксуем з Олегом, а потім дебатуем про готов. Да вы уже зараз дебатуете про готов, а боксовать еще не почали. Слава богу, порадуемся. Что ж вы, ну... Які гвалти, ось тобі що. Слово готический Там-та-дам. По магчымасці ветку было б добра побачыць. Хто тут гэта? Хто тут? Ты, фашистская пыса, что ты тут своими фашистскими петличками маш? Народный комиссариат внутренних справ. А мой дед воевал! Твой дед воевал? Это Галичина. А я не скажу, это секрет. Ладно, шучу. Я могу нават напэўна меркаваць, што гэта былі так званыя вафельвафен. Осуждаю немецкую мову, это фашизм. Это правда, крутая немецкая мова. Я 15 годов вучу. До речі, Олег, а ты ведаеш, што за петлічкі ў табе, які яны вайсковы ранг абазначалі? Какой? Шуля-фюрер. Ну, Ён мало того, что шулер, так яшчэ і фюрер, ніхуя сабе. Шуля-фюрер. Нормально. Блин, тут просто... До речі, уживанне слова загадзя асуджаю, можа, YouTube ведае немецкую мову, калі што там, ладно. Да мы осуждаем, у принципе, нацизм, фашизм и коммунизм. Так. И усіх тут присутных так само осуждаем. И готизм. Для меня этот стиль присущ балтийским армиям. Государствам, армиям государств Балтии. Так что все чисто. Тут ничего не шапай, колёска. Балтии.
А ты б хотел бы, каб у тебя там яшчэ были дубовые листики? Даже не знаю. А ты что, дубы не любишь? Якое твое любимое древо? Слушай, я на 9 мая с нашивкой с БМ ходил, блин. Ну, извини меня, я... Ну, а ты лічыш гэта этычным у адношанні да свайго деда? Ты ж кажаш, што деды воевали. Да, воевали. Ну так воевали, ну так чаму ты ходишь на могилу с СБМ? Я встречал русского посла, потому что я считаю неуместно на гостях варшавских повстанцев, которые не дождались помощи красноармейцев. Даже не так. Красноармейцы на фоне Варшавского восстания остановили наступление, подождали, когда немцы добьют повстанцев, а потом поставили свое коммунистическое правительство, которое создали в Люблине. Я считаю, это лицемерно. Прости меня. И для меня любой человек, который боролся против советской власти, это герой. Что армия Краева, что белорусские лесные братья. Это герои, которые боролись против советской власти. И когда мы говорим, неважно за кого, деревни на Либойке, перебили полицаев, красноармейцы имени Сталина, отряда Бельского. Пришли, перебили деревню на Либойке, убили полицаев, перебили и сожгли всю деревню. Получается, полицаи-герои. А твой дед был бы задоволен зараз твоим спичем? Твоей, скажем Блядь, так, белорусьяна, позицией? выключи микрофон, что ты там подпердываешь? Ну, серьезно. Блядь. Нам одной жанчыны хапае у конфе, калі ласка, давайте там это, трымайте себя в руках. Я не владу, коли ласка, разговоритесь, а потом. Я ничего не реабилитировал. Это прокси-стиль. Это прокси-стиль. Это так просто я тебе пытаю, твой бы дед такой ухвалил, вот литерально твой дед. Вот як твоего деда звали? Мой дед вполне возможно, когда был красноармейцем, был карателем, исполнял преступные приказы, насиловал никто не просит местное население государств Европы, и я осуждаю всех красноармейцев. Олег, запытали, як его звалися? Что? Ай, блядь. Як звали деда? Ніхто не пытался. А я здзіўлены, што ён не пачаў просто распавядаць пра смаленскую мову так зараз, што мы хочам гісторыю дед напісаць. Миша Добрыднеў. Ён, ты хочешь сказать, что он кагосьці гвалціў? У тебя есть гэтые сведки? У меня сведений нет, но я просто считаю, что, извините меня, 200 тысяч венгерок, порядка несколько миллионов полячек и еще несколько миллионов немок. Хотя с немцами вообще проводился геноцид. Ну, слухай, калі твой дед згвалціў так шмат венгерок и немок, так он, напэўна, был такі вясковый жарабец. Я не знаю, что делал мой дед или не делал, но если он это делал, он военный преступник. Я считаю, что вся Красная Армия, она не отличается от вермахта. И момент... Потому что, меня просто реально, пробачьте, у меня какая-то женовшая эмпатия врубается в уши сразу. Нет, это хуйня. Не, пробачьте. У меня просто одразу питання. Одно добре, я не ведаю просто, ці був твій дід там червоноармейцем і все такое, так. Але, навошта ты одразу, ты кажеш, нават ты не ведаеш, ці рабіў ён гэта ці не, але ты ўсё адно кажаш, што быццам бы ён гэта рабіў. То бок, ты навошта гэта робіш? Не, я не знаю, делал что он или не делал, но я считаю, что Красная Армия славилась своими военными преступлениями. Против своих и против... У меня... Мне мои родственники, дальние прадеды, прабабушки, прабабушки... Это факт. Во-первых, то, что когда пришли коммунисты в 44-м, мобилизации не было в 41-м, в 44-м, они пришли и мобилизировали всех от 16 лет до 65. В Украине есть такая практика, называется червоные пиджачки. Когда крестьяне, они ходили в пиджаках обычно все. Местное население брали, кидали на пулеметы, а потом выдавали амуницию. Понимаете? Это был геноцид целенаправленный, когда местное население мобилизовали и кидали на пулеметы. Тихо. Тихо, блядь, заткнись нахуй, белорусия. А потом на территории Беларуси в 1944 году это был массовый геноцид. Понимаешь, местное население уходило в леса бороться против советской власти. После этого в 1946 году был голодомор. В 1946 везде. Это был целенаправленный мор крестьян, которые не могли покинуть деревню. Если при немцах они лишь, было отменено крепостное право, они могли покинуть деревню, да?
то при коммунистах опять было вот возвращение крепостного права, которое даже не крепостным, это уже было рабство полноценное. То, что крестьянин должен за мешок зерна работать в колхозе. Приходят коммунисты, 16-летних мальчиков кидают на пулеметы, а потом вот полковники стоят, смотрят, как рядовые насилуют местных женщин. Простите меня. Красная армия от вермахта ничем не отличается. Это такие же военные. Зеленый соник так здымали. Так зеленый соник здымали. Так и ты хочешь сказать, что вот кожный червоноармеец и кожный жаўнер вермахта, яны ўсе займаюцца такой хуйнёй і мусіць, да? Не все отказаны за такие учинки. Они и красноармейцы, и рядовые вермахта, они оба военные преступники. И один, и другого не отличается. Любые солдаты. Нет, не любые. Ну, типа только большевики и только национальные социалисты. А твой Нет, дед? нет, вермахт, это же не обовязково нацисты, як і червоноармеец, не обовязково коммунист. Василий Быков не был, например, коммунистом. Он не был коммунистом, был красноармейцем. Тоже как бы. Ну, но так, я считаю, я говорю, я ладно, не, может, мои высказывания некоторые громкие, но я считаю то, что если начинать новую историю Беларуси 44 года, да, то я считаю, что у нас должна быть начинаться не 45-го, а 44-го, потому что именно в 44-м году начинается эта там гребаная операция Барбаросса в честь генерала, который вешал белорусов в период восстания... Не, это наполеоновская война. В период наполеоновской войны сжигал деревни белорусские, когда отступали. Сжигал. А Честь при его мы чем называем тут операцией Барбаросса по да оккупации Беларуси. Спросите меня. Что? Простите. Там Багратион мусит быть, а не Барбаросса, товарищ. Ой, это не то, Багратион, да. Он на наполеоновскую войну, Почекайте секунду, Багратион, это плян Шабуцкага на революцию у Беларуси. Что вы разобраліся спачатку по теме, блядь, а то починаецца вось гэта псевдоінтэлектуальшчына. У нас тут не чат беларусіяны. Начинается, блядь, еще расти и расти. Так выник у Василий, блядь, Быченко, он военный злочинец, не военный злочинец. Олег, ты можешь сказать конкретно, так тебе не? Повтори еще раз. Василий Быков, это военный злочинец, бо он червоноармеец, ці не? Якая твоя позиция? Я не поверю в это, что он военный преступник. Я вот не поверю. Не все червоноармейцы и вермахтовцы это злочинцы, правильно? А что, коли я тебе скажу, что твой дед Михаил Добрыднев служил с Василем Быковым у одном полку? Я бы удивился, если это было бы правда. А ты... Подождите, мне сейчас кто звонит? Динополит-активист. Такой деловой. Ага. Гена уже положил трубку. Телефону разбираться. Не, живицы я не общаюсь по созвонам, там по-другому. Ладно, давай. Там только голубовой почтой. Я не веду, ну давайте тогда мы... Суть такова, что история Беларуси начинается с 1944 года, с массового геноцида Беларуси. Это, то есть, больше, вот мы говорим там, то, что там немцы, говорят, там уничтожили 3 миллиона, хотя мы не говорим, что советская власть с 1939 года депортировала 200 тысяч граждан Западной Беларуси. То, что с 1944 года был массовый геноцид, где белорусов кидали на пулеметы, мы не говорим. То, что было 100 тысяч уголовных дел за коллаборационизм. Попрошу, при Берии с 1937 по 1948 год была введена директива. Если тебя обвиняют в политической статье, в душках, мама. Если у тебя есть ребенок до 12 лет, его в детский дом не рядом с областным, скажем, государственным центром. Если ему больше 15 лет, его сажают в тюрьму. Понимаете? Если ты, образно говоря, был женат женщиной, и она в разводе ты с ней, да, ее тоже в тюрьму. Если ты живешь с женщиной вместе в одном помещении, как номинально, потенциально твоя жена, ее тоже в ГУЛАГ отправляют, тоже сажают. Даже если не грудной ребенок. Тебя везут, получается, на поезд, да? Там одна буржуйка. И дети умирали от холода. Все иншие пролетары. Вот вы этих людей хотите восхвалять? Не, гляди, пытание такое. А вот что горш, отправление в ГУЛАГ, скажем так, прогляд ТикТока 24/7, вот что горш? Ай, Солжевицын лучше. Аудиокнига. Солжевицын?
Архипелаг ГУЛАГ. Я понимаю. Он Российский Иуда. депутат Солжевица. на своем надгробии написал, типа, то, что там Россия, Украина, там один народ, но это вот другой вопрос. Человек писал про ГУЛАГ. То, что человек под конец жизни стал, я даже без мата не опишу, наверное, дебилом, это другое. Вопрос другой. То есть, неважно, реваншист, не реваншист, Олег. он сидел. Олег, а ты читал? Он рассказывает историю, судьбу политзаключенных. Олег, а ты Это читал? очень больная тема. Как сажали поначалу людей, потом гражданских жен, а потом у них вырастали дети и сажали уже детей. Олег, Потому что не присуще, чтобы в обществе были люди, которые помнят, что такое политические репрессии. Поэтому Олег. фабриковали уголовные дела на детей врагов народа. Понимаете? Олег, А потом человек, вот блядь. этот сын освобождался, его тоже сажали. Извините, слушаю. Олег, а ты читал книжку Ляхновича у Киптеров ГПУ? Я читал, да. Опа. По-моему, яна больш красамоўная, вось у дачыненні да беларусаў конкретно. Не знаю, мне просто понравилось, что в этой книжке как бы это было описание Володарки, и оно в принципе не отличается. Такое же Там не деревянное, толькі дырявое. Володарка. Ну, такие же ключи на продоле. То есть, в принципе, ничем не отличается. Вось, а ці будзе Валадарка адрознівацца ад шчаслівай лібертарыянскай Беларусі будучыні? Гэта пытанне. Я считаю, что должно общество как-то... Зноў машина проехала. Я считаю, что в Володарке должен быть музей, потому что есть такая книжка, называется «Минский палач». Это повествование человека, который в один момент жил-то, не то жил, там, после войны набрал, был фронтовиком, набрал беспризорников к себе, там, установил детей. Потом читает газету в период разоблачения преступлений Сталина и сидит и начинает спиваться, потому что, оказывается, он убивал невинных людей на Володарке, где я сидел. Я когда почитал эту книгу и шел по Володарке, я вспомнил, что в этих коридорах расстреливали людей. В подземках, понимаешь? Вопрос другой. У меня, до речі, я так сам була ситуація, до речі. Я пам'ятаю, кот жорстко затошнил мне покой, я жорстко навразовался, я засунул его под ковдру и напердел, короче, я отвечаю вам. И я его примусил его все вынюхать до оплошней кнопки. Бо он жорстко разував мене. І він менавіта на диванок видиться, натошнил, а диванок жорстко отмывать потом тяжко. Я его так засунул под ковдрочку, ну, притиснул, и так жорстко занюхил его отрывается. И я решил, что Гэтым хлопцам быў Александр Штефанов. такие ситуации так само повинны разглядаться, в принципе, в контексте белорусской истории. А вы, дарэчы, ведаеце, што дзед Фрэна атрымаў медаль за адвагу? Вось ёсць староначка, вось Михаил героем. 23 года народжання. А вось у яго ёсць медаль за адвагу, то бок ён быў адважным салдатам. Чтобы Medal of Honor возят, понимаешь, на нас, как стратегия. Ну что ты хочешь услышать, братишка? Извини меня. Если мой прадед был красноармейцем, ну что, блин. Я могу исходить из того, что вообще. Белорусов изначально вообще пропускали через червоных пиджачков, то есть без амуниции кидали на пулеметы. Я представляю своего деда потенциально, да? Который, а ты своего деда кинул на пулеметы? Летним мальчиком на пулеметы, понимаешь? Потому что патронов жалко. И своих рядовых русских, понимаешь? Потому что русских там бой кидать не надо, давайте белорусов кинем. Вот такая судьба была. Ну, нас не становится быть. Я уявляю, ведаете ситуацию? Вы 100% можешь меня зразумее. Типа вот с 5-х героев, да? Там у армии орков есть же эти огры жесткие, ну типа апошние. Да, сори. И они кидают из этих типа гублинцев своих, ну охол таких это. Ну, габлату кидают. Циклопы это типа большевики, а белорусы это вот эти гублины. И типа жестко кидают просто на пулеметы, блядь. Вот я приблизно так это себе малюю в выявлении. Но я думаю, так и было на самом деле, типа, ну, реально там же террористы служили, почему они не могли так робить? Ну, соправду. Нет, они такие делали, блин, слушай, братишка, есть директива советская, что партизаны на самом деле не обворовывали деревни, не забирали скот, не поджигали деревни, это все провокация немцев. Вы-то думали. Понимаешь, есть директивы, в которых Красная Армия наказывает сжигать деревни амбары, чтобы немцев не было такого. Все сжигали. Директивы. Такие инсайды. Браток, а я тебе сейчас хорошее расскажу. Я когда был мелкий, да, и я поглядел пилу, мне брат старейший показал, и я жестко боялся потом прибирать вести, ну, ночью, когда я уже засынал. И я подумал, я вот зараз пойду в туалет, да? И ты брата там своему на меня рот насрал.
и напади монстр, и типа жестко запиздить меня. Я думаю, як вирішити з эту, да, ситуацію? І я решил просто, ну, как не ризикувати своїм життям, бо я, ну, один у мамы. Такие вот. Ну, нас на самом деле больше, но я такие менавіта один. Я тому просто решил, я жестко настал, да, штаны. Ну, типа, я мелкий был, в ложек, так тепленьким. И просто спокойно заснул. И реально я застался живый. Тобто, я думаю, что когда ты в такой ситуации хуёвой, уже лепей, ну, обоссаться и обосраться, но лепей принаймні заховать свою идентичность, да, свою нацию. И я, в принципе, Ты такая сейчас- была аллегория, да, на белоруса. Что это? Что это? Гэта ўзровень дыскусіі, Я Олег. упершыню згодная з Олегом. Упершыню ў жыцці. Ты згодная з ягоным Да, пытаннем? Ярослава, што гэта? Я іншаказальна фактично переказаў лёс з гэтых малых народаў у Савецкім Саюзе, што іх не было выбора, то бок Прыгожава. Або яны ідуць, да, вось туалет, і на іх нападае монстр і чыста забівае іх, знішае кішкі і разрывае. Або просто, ну, трохи абассацца, да, ну, зато захаваць жыццё сваё Смотри. в цэлым. Смотри, Это як есть такой захавалі народ жыццё, што Ичкерия. пиздец. Там живут вайнахи. Вайнахи — это ингуши и чеченцы, но на самом деле это вайнахи, а страна их называется Ичкерия. Ичкерия — это такой регион, горно несут, да? Когда стала война, не суть. до войны большевики формировали дивизии. Ты Они так больше были знаешь, где этнические. это Были несут там себе, карачаево-черкесские дивизии, были грузинские, были армянские. Молчите. Извините. И, да, извинись. И когда Пробачьте. началась война, Замат. чеченцы устроили восстание на Северном Кавказе. Была основана партия, решили поднять весь Северный Кавказ, и весь Северный Кавказ восстал. И как началась война, не только в Каунасе произошло восстание. В Каунасе произошло восстание в 41 году. В Чечне произошло восстание в 41 году. В Ненецком автономном округе, немцы уже людей готовили, понимаешь, и запускали диверсионные отряды, прошу внимания. И что ты хочешь сказать этому? Послушай. И когда вот произошло вот это восстание, массово Молчать, чеченцев скоты, депортировать начали. Насажали их вот эти, получается, Сажали. да, загоняли их, получается, на поезда и Загоняли, морили после голодом. насаживали. И не напрямую в Казахстан, а через всю магистраль, через Москву, чтобы передохли, да? Потом Так, вздовж магистрали их нашли просились в армию коммунизм. казаки. Чеченцы просились в армию, а их не брали в армию, был запрет. И потом в Чечне вот стоят вот эти мемориалы там номинально, скажем так, говорят за героев там в период Второй мировой войны, а героев-то не было. Это были люди, которые вот подписали контракт или начали служить еще до того, как была массовая депортация. И такая же судьба была с крымскими татарами. Крымских татар депортировали, их запретили брать в армию по этнической составляющей, а сделали героями только те, кто, скажем, попал по призыву или подписал контракт, например, пошел в армию, да. Олег, давай я еще тебя до войны. запытаю, И як потом политик. даже те крымчаки, которые воевали, которых с Крыма были родом, крымские татары, им тоже запретили посещать Крым, как врагам народа. Понимаете? Олег, Прекрасно. Олег, У меня ты мне хочешь пытанне. сказать, что коли у чёткого чеченца, да, у чёткого чеченца, у моей ситуации был бы выбор пойти в туалет и быть просто сожранным цалком монстром, або откусили ему ногу, там, да, конечно, такое, або просто написать штаны. Ты мне хочешь сказать, что чеченец бы, типа, не написал штаны, а пошел бы вздыхать. Ярослав, мы зразумелі, Знаете, што ўсе твае палітычныя погляды будуюцца на гэтым выпадку, калі ты абассаўся ў штаны. Ты думаешь, что литовцам Можна не надо не было восставать? паўтараць. Ты думаешь, что надо было полякам устраивать восстание в Вильнюсе в 43-м году? Не, в 44-м году полякам не надо было устраивать восстание в Вильнюсе, восстание в Варшаве. То есть им не надо было это устраивать. Олег, То есть литовцы в Каунасе не должны были в 41-м году делать восстание Можна против советского уклініцца ў власти. вашу размову, я просто маю вельмі Конкретно. важное пытанне. І яно, дарэчы, звязана з тэзісамі Ярослава. Вось глядзі, караці. Ёсць рашка, і в рашке ёсць бунт говна і паўстанне хуёў. Каго падтрымаеш, а на каго хуй заб'еш? Я еще раз конкретно про Слушай, если сейчас... Послушай, если сейчас в России восстанет какой-нибудь бурятский народ, там будет человек 200, они будут пытаться бороться против русских, это большой вклад в Як же общую добра, што борьбу. Олег запросіў Ты усіх сейчас нас на говоришь, свой что канал і чеченцы восстали дазволіў зря. нам Ты сейчас говоришь, пиздануть что пару в словаў. Каунасе произошло зря восстание. Нет. Сейчас литовцы, предки которых устраивали восстание против Советов после того, как оккупировали Литву, устроили восстание. Ты сейчас говоришь, что да, депортация, да, геноцид. Так этот геноцид и так был бы, понимаешь? Ты говоришь, вот как мне говорят некоторые, вот зачем воевать, когда надо вот белорусов сохранять Зачем сейчас? воевать? Я говорю, надо сейчас готовиться. Послушай, есть много примеров, когда
в период войны или определенных ситуаций восстания помогали. Есть много примеров. Посмотри на британские и французские империи. Это все восстания, которые устраивали местные народы, и они добыли себе независимость, понимаешь? В 41 году так. многие восставали гулаги, поверь, восстал весь Советский Союз против немцев. В Чечне, где не было немцев, произошло восстание. Не, мне вот про Британскую империю больше цікаво. Это, понимаешь, это народные восстания. Эти люди хотели свободы, но им немцы, конечно, их не дали. Ось асабліва добра атрымалася ў Зімбабве. І навіть таке Паўстаць. було, що, наприклад, Я считаю, что должна быть самопожертвованность. Ты можешь пожертвовать собой ради других. Повстали, да, таке було, наприклад, да, повстали, і потім їх забив монстр, з'їв. Блядь, Олег Френк — это анархист, левак. і з'їти. Анархокоммунист Лиза, возьмите яго, калі ласка, у наступ. Хорошо. Кто наркокоммунист? Олег, чаму? Пожалуйста, я уже... Да, Ну, не, вы ну, глядзі. Олег наркокоммунист? Так, я зараз Што? патлумачу чаму. Наркоананіст. Глядзі, ён на Давай, пачатку я стрыму. чекаю. Говорил мой знакомый заключенный Сергей Коновалов. Блядь, ты можешь хотя бы на хвилину коммунизм. заткнуться, блядь, ёб твою Да, мать, я потому тебе что зараз выключу писту, Олег. Просто принижають Маргінеза на ягоном каналі. Ось не дають Да сказати принижать слово. то ладно, похуй, просто я пачаў казаць і просто пачынаецца гэтая тырада. Я вось дзякую, Олег, што ты не пачаў мне зноў распавядаць, што оказывается, блядь, у Савецкім Саюзе былі рэпрэсіі супраць беларусаў. Мы ніхто вось нас не ведаў. Ты прыйшоў, усім патлумачыў, цяпер мы будем свядомыя ў гэтым Не, сэнсе. просто хочу, кстати, прости, я понимаю, что мы все это понимаем, что были репрессии, но сейчас я просто хочу выделить тот факт, еще раз повторить и называть определенные эпизоды, которых мы мало акцентируем внимание. И акцентировать на этих эпизодах то, что вот в период этих эпизодов, на самом деле, события были жестче. То есть мы говорим, то, что там были какие-то репрессии, 37 а я говорю открыто, то, что брали 16-летних мальчиков и кидали на пулеметы без оружия, понимаешь? Масштабы, блядь. Я чув, що там твоего деда, твоего прадеда так само кинули. Ты можешь сходить, пошукай, он там лежит на зоте, блядь, до сих пор. Вот так. Блін, Олег, ти тепер як Зеленський Ой, отримується. блядь. Ты 16-гадовый хлопчик, блядь. И он на экране зараз. Забрали 16-годовых хлопчуков в трусиках и кинули на пулеметы. Ой, блядь, у меня шея аж заболела. В общем, всех Ой, морских ой, республик ой, блядь. потом получается. Я Реально сам правнук такого мальчика, поверьте мне, я Ой, о чем блядь. говорю. Ой, сука, блядь, пиздец Это было просто. смешно. Я говорю, Маргинес, почекайте. что брали Да, 16-летних почекай, мальчиков, дали на пулеметы. Почекай, 15 был, понимаете, целый нахуй. почекай. Маргинес, тебе хтось казав, що у тебе сьогодні нечто з мікрофоном? Ти не як тихо глушиш. Тихо. Ну так, я заробив себе грамшей трохи. Мне никто ничего не Что за сказал. хрень? Уберите, пожалуйста, уберите, потому что это хрень. Про Не, что? повинно быть нормально все, я не ведаю, в чем проблема. Блин, ну что это за хрень? Ты про что? Про некоторые Ярика на вкачалке? Ти про что? А не, нихуя. Что? Вось, зараз Что повинно это? быть добро. Мне чувать зараз лепее. Блядь. Так. Зачем вы меня делаете по Теленского? Не, вы не клопотитесь, потому что, ну... Это что за хрень? На стриме Ай, выводился мой нормальный микрофон. Ну, это просто в конфе. На стриме буде все А, нормально. ну тоді не страшно. Как бы похуй, что вы меня не чули больше. Что за хрень происходит? Ну я не ведаю, тут вось Ярик у Мацоўні, ёсць твои, скажем так, таемные фотки для, скажем так, партии Слуга народа. Мне так никто не потлумачил, чому Олег анархокоммунист. Мне не дали шанса. Чекаю. Я не анархокоммунист, простите меня, для меня анархизм это идеология, Бля, мне присущая подалось, и он сказал, либо «Зараз низшему орать». сословию, в основном, скажем так, яйца, простите меня. А, гляди, Олег, а вось калі б у тебя был бы выбор выбрать, скажем так, шариатскую рэпубліку ці хрысціянскую дыктатуру, что ты абярэш?
Ну, я считаю, что годового если- хлопчука. Слушай, Олег, не адказвай на гэта пытанне, не адказвай на гэтае пытанне. Смотри, Не, у нас есть я два просто не стула. адказваю. Слушай, у нас есть два стула. На одном стуле великий, скажем, исламистский лидер, который, скажем, забивает камнями женщин за то, что они ходят не в хиджабах и слушают музыку, а им нельзя это. Так, И то, ось что мы там зараз женщина зім учит- пиздим у чаті. И читает, скажем так, Проиграй и, скажем, меня. изучает математику, а по шариату и запрещено, да? И по шариату быть только четвертой женой. И может в будущем она станет первой. Вот это перспектива единственная, да? Ти И ж второй розумієш, що стул. аби Пойти четвертою по пути- женою, їй треба математика, яка подлічить. А не, по шариату нельзя. Надо, чтобы как бы не умели читать. Ну, это если по радикализму на самом деле. То есть есть очень много... Табличек читати не треба, Олег. Понимаешь, что? Ні, я не розумію. Я тебе говорю в радикальной, так скажем, стадии, но такой базовый исламизм, к сожалению, это такой путь развития. Есть второй стул по пути католической Португалии периода 20 века, когда все работали за минимальные копейки, а люди просто психанули и сделали госпереворот. Класика. По-моему, там заперли этого Олег, а лидера. ты В общем, можешь- там была католическая диктатура. Олег, а ти можеш криху опуститися вниз? Ти коли кажеш, ось так з-під кута вебки виглядає ще жудостей. Почему? Я звыклась, все нормально, Олег. Тут Да сам не нормально, слухай. нормально. Да, Олег, нормально. можеш опуститися ниже, якби... Во, ось типа так, з-під кута так, в очі такі на тебе глядять, блядь. Ну, гэта правы кут, прынамсі. Вось, а беларусяне, глядзіце-то, як на камавік прысаджваецца. Притом просто вось не адарваць, падыход за падыходам, паўтор за паўторам. Камавік будзе раз'ёбаны Еще сёння подход. вечарам, блядь, высмактаны просто, паглядзіце-ка. Вось гэта сілушка багатырская, рух беларускіх камавікоў, паглядзіце на гэта, ёб твою мать. Олег, гэта ты был? Ты ж в Варшаве? Глядзіце, у яго вадзяныя мышцы просто. Ты был сёння на прайзе? Крэатынавыя. Сейчас на вроде Володарки стою там, вот, отдыхаю. Аблізаўся яшчэ. Ярослав, ну ты б хоць пасароміўся перад камерай, так бы мовіць. Ніякого сорому, при такой компании горячих хлопцов я не могу вытрымать. Ой. Але што ты робіш? Я Ты увогуле А ледзь, што я вы- ледзь трымаю сябе ў руках. Ребят, Потому ребят, что- Что вы еще Хлопцы, Ну, шейкер ужо на месцы, я гляджу. Усё спашлілі, ён просто здзяйсняў намаз, ён маліўся Аллаху. А вы тут што зрабілі? Шо вы яго тут пачалі? Ён просто Я маліўся. сейчас пойду, Бура, потому что вы меня сейчас долбите. Просто. Долбим куда? Блять, кольки может тут нахуй? Блять, не скучится, блять, ніколи. Самое після, коли я зараз взяв би в окно вийшов. Русский не долби. Потрібно. Русский не долби. И он, Олег покинул за собой только отчиненное окно, вы все думаете. Мы его... Бля, можно зробити скриншот, Задолбили. вот, типа, а где Олег? А где Олег? А он вышел, не вытримал долбежки. Блять. Ну, Вы так спотребилася 16 колькі 5 годовых чалавек. Подождите, нам спотребилася 5 чалавек, а Олег не вытрымаў. Или что? Ну, я один на один. Не, Лиза, ты Вытрымаю. неправильно успрымаешь. Нам спотребилося 5 человек, каб вытрымали мы. А не, да ладно, я не згоден. Калі б Ліза не спыніла гатычную ось эту нашу дыскусію, там уже давно бы усё свет раскрыўся бы на два параллельных. Я ледзь з глузду не з'ехала з гэтым гатычным абмеркаваннем. Я, до речи, хочу осудить вот эту картинку с Олегом Френом на экране. Можешь я ее, коли ласка, прибрать уже, а то Ну ладно. неёмко отрымливается. Неёмко. Мне просто интересно, как бы, то, что в Европе, как бы, реабилитация коммунизма приравнена к реабилитации нацизма, это типа норм? Не в Европе, а у Польши конкретно, блядь. У некоторых яшчэ Ну, это я краінах так само. усходняй Ну, про Европы. гэта, як яго, Литва, Латвия, Эстония. Так все. Так. Так. Я считаю, что надо быть, как бы, поосторожнее, как бы, надо
Я коммунизм осуждаю, это Я так само, я так і сказав. Я осуджаю Это комунізм, подобається, як окно розмовляє. фашизм і Окно френізм. осуджає комунізм. Коммунизм это такое. Если у меня будет когда-нибудь свободное время, я закончу своими делами, я попробую сформировать базовую политическую составляющую. Но там будет... Ну, похоже, как что бы у тебя больше політичний складник анархо-коммунистский. Да я не анархо-коммунист. Кстати, мне мои знакомые кальновцы подогнали подгон, я хочу ваше мнение услышать, кстати. Такое, Да, но только я пообіцяю, что ты дашь потом Маргинезу рассказать, чему ты анархо-коммунист. Я уже тут знаходжуся только, бляха, тому, что я хочу послухать. Я не анархо-коммунист. Так лічыць Маргинез, ён лічыць, что ты анархо-коммунист. Я хочу послухать его на меркаванне. Дай мне гэтае право. Ну, ты мне покажи падарунок спачатку. Мне левым быть западло У по-жизни. Ярослава креатин у нас дрыза храснуў, ён хоча языком яго дастаць. Меня подогнали кальновцы, как я не знаю, вы меня будете сейчас осуждать? За что? За что? За мерч Тихановского? Не будем. Крутый мерч. Ярослав. Френ, дарэчы, ацані сцяг. Як тебе новы сцяг? Какой? Ну во, я покажу. О, Мирослав, прывітанне, у нас конфа просто расце і О, расце. база. Привитание. А что? Стоп, это ж стяг педофилов, да? Гэта ты про Мирослава? Да не, гэта просто кот. Да не, блядь, гэта чорна-жоўты, гэта не тое. Мирослав, по магчымасці ветку, калі ласка. Блядь, Олег, ты не всех педофилов показываешь. Я хотел просто сказать, что Олег, ну, сапраўды... Это же флаг ЛГБТшный вариант, ладно, не знаю. Ребят, вот мой флаг, мой вариант БЧБ флага в изгнании. А вось мой. Вариант БЧБ стягу. Слушай, знаешь, почему после польско-советской войны поляки оставили Минск? Потому что нахуй он не потребны, блядь, белые нигеры некие ебаные. В Польше периода 20-го столетия, период польской войны, было две политические силы. Первая политическая сила — это быть Ты меня слушаешь или нет? Не, всем похуй. Вось поглядите, стяг у меня такие есть. Я молчу. Это мой вариант БЧБ стягу. Френ, ён подманывает. Погнал беса. Я хотел просто сказать, я глядзеў стрым і сапраўды Олег, ну, на дэбатах, якія адбыліся сёння з Лізай, Олег сапраўды выйграў, таму Ліза вучыць матчасць. Слухай, ён выйграў толькі таму, што ён, тыпу, 95% часу мог размаўляць. Мне, на жаль, не хапіла часу, то бок. Як можна даць? Гэта была мова факту. Лиза, ты просто недостаткова левая. Ну, дзякуй, слухай, дзякуй, йо. Гэта рэдка я такое свой бок шую. В общем, ребят, суть такова. Для тех, кто спозднился, период польско-советской войны поляки заняли на территории Беларуси Слуцк, Возняли и Минск. Есть на территории польского... спозднился, послухайте, вось, коли ласка, лекцию. Я слушал. Вы мне про дебаты распорядите. Дебаты где были? Тут? Так. Ну, свои асаблівыя дэбаты, так. Дебаты, так. 1% часу дебатуе Лиза, и ее 99% часу отказывает Олег. Все правильно, Френ. Френ, ты в окно слышал, блядь. Что? Так, что ты хочешь, конечно. В общем, ребят, объясняю. Давай. В Польше в период 20-го столетия, период польско-советской войны, охватил очень много территорий. На территории Беларуси Минск, Слуцк, Мозырь, это кроме классической Западной Беларуси. Но на территории Польши было два политических течения. Первое с лидерством Юзефом Белосудским, знаменитым лидером, который... Осуждаю то, что было сказано. Два политических течения. Первое политическое течение... Это просто пиздец. Который возглавлял польский генерал Юзеф Пилсудский, который был командиром польской дивизии, которая помогала устраивать восстание в Минске, по-моему, но это не суть. Он был сторонником Междуморья. Но в Польше к тому моменту пришли, угадайте кто? 16-годовые хлопчики. В Польше тогда пришли польские националисты. Не с кулеметами, а их кидали на кулемет. Сторонником национального государства Польши. Так их с собой. Невыгодно с собой, так, они сами себе просто. Потому что он был сторонником создания Польши на поляков. И создания и объединения, например, то же самое, ну, Беларуси, Украины и Балтии, они не поляки не захотели. Они не захотели федерации, потому что они боялись, что Польша, ну, скажем, поляки будут такой же половиной, это будет федерация типа множества народов. Типа Литва, Латвия, Эстония, Беларусь, Украина, Польша, какая-нибудь Финляндия сверху. То есть польские националисты этого не хотели.
А Юзеф Пилсудский хотел. Понимаете, вот в этом прикол был. И пока, скажем так, польские официальные Польские националисты не хотели, Пилсудский не старался. Не, Пилсудский, скажем, не, он устроил же Виленскую провокацию. Он попросил командира, то есть на территории Беларуси поляки создали первую литовско-белорусскую крестовскую дивизию. И Юзеф Пилсудский подговорил там то ли Жигомойского, то ли какого-то генерала. Жидомойский. Типа, иди устрой восстание, я тебя покрышу, тебя не посадят. В общем, они устроили восстание, захватили Виленскую область. Ну, Виленск, там было 2 губернии, скажем, Виленская и Ковенская. Они захватили Виленщину и пошли на Ковно. А там в Ковно была, получается, литовская ставка. И они, получается, побились под Ковно, потом был мирный договор. Ну, это Юзеф Пилсудский устроил, потому что поляки, польские националисты, они не хотели отжимать Вильну, им как бы, ну, пофигу было, да? А Юзеф Пилсудский нет, он подговорил генерала. Они хотели стискать, это просто вот так. Ну, Юзеф, в общем, план Юзефа Пилсудского был таков, чтобы они должны были захватить всю Литву. И Видите, да? Например, 15-гадовые хлопчики вот всегда кидаются, жестко коммунисты, на кулеметы, и там, блядь, побочка не опынувся Микола Дедок. Это пиздец. Были бы все разъебаны. Все, блядь, торпеды нахуй были пущены. Нет, не дай бог такое ведь. Можно посерьезнее? Ребята, можно быть? Это камусьці... Пачакай, Олег, гэта камусьці трэба нарэзаць, як Олег знікае з кадру, і потым яго твар выплывае так на вебку. Гэта можна нарэзаць на нейкі монтаж, музыку падставіць. Так, рабіце эдыты Little Dark Age з Олегом Френом. Так это на самом деле, вот реально, это увособление вот этой левой идеи. Блять, Ярослав нас поклал у писсуар, поглядите. Просто у писсуары, блять, он зараз струя у камеры. Зверните увагу, у левой ідеї фігурують ось эти 15-16-гадовые. Некось тягнуться вони, то, блядь, кидаються. Я просто уявляю, як хтось бачить, як Ярослав... Тихо, ну давайте по черзі. У нас видалося... Тихо. Ярку писсуар розмовляє. У нас выдалася хвилинка, калі Олег адышоў попить воды. Дайте сказать, что мне быть Ярославу. Я все сказал. Окей, Олег, протягивай. Олег, подожди, а можно Бракинес расскажет, почему ты анархокоммунист? Коли ласка, я можно уже и все. Меня уже нервы сдают. Олег, скажи, ты анархокоммунист? А чему? Олег, протягни тумку, чему? Потому что мне западло быть коммунистом, не западло быть левым. Ты устрой такой ответ. Да, ауе либерте. Ауе либерте? Блять. Александровский уклад един? Можно теперь, ну, там, этот, господар каналу, так бы мовить, расскажу думку. Я не могу, у меня полный рот Ярославовой машины. А что за думка? Лизавета, Маргинес вельми адукаваны господар каналу. Что за думка? Так, ну, я не ведаю, думка, ну, вот мне цікаво, что за думка, чему он думает, что Олег Френ анархокоммунист. Олег Френ, скажи, ты анархокоммунист? Да, блядь. Третий раз я на этой херне не поведусь, я вам обещаю. Ну, ладно, Лиза меня перебивает, я не буду распорядать. Я хочу послушать, Олег. Отвернуться, блядь, на канале Меркедеса. Ты анархокоммунист. Блять, что у вас за бред происходит, ребят? Ну давайте будем посерьезнее. Почались страшные истории перед вогнищем. Да. Не мы такие, жизнь такая, ребят. Олег, ты патлумаш вось гэтае фото? Что это такое? Сейчас Ну вось у Дыскорде на дэманстрацыі. Ну это Олег да таго, як зрабіўся анархакамуністам. Да таго, як знайшоў готаў. Что это за хрень? Я не ведаю, цябе трэба пытаць. Ты ж хацеў калісьці стварыць ружовы легіён. Можа быць, гэта фотка з трэніровак. Блять. Я нават не буду запытвацца.
Маргинес, все, я не перебиваю. Калашка, чаму? Ну глядзі, у нас просто сёння размова пачалася з таго, што Олег прыйшоў і сказаў, што асноўная прычына, па якой людзі здзяйсняюць транспераход, гэта такі труючы ўплыў кансерватыўнага грамадства. Вось кансерватыўнае грамадства, яно вымушае ў людзях думкі аб тым, што жанчына павінна выглядаць фемінна і мужчына маскулінна. І калі людзі яны не трапляюць у гэтыя паттерны, яны пачынаюць думаць, што з імі нешта не так і паддаюцца працэдуры гарманальнай замяшальнай тэрапіі. Я так не так казаў всецело, я казаў іншае. Не суть. Что общество падзяляе людзей толькі на жанчын і дзяўчын. Жанчына такая, хлопчык такой, а паміж імі нічога няма. І калі мы, як бы лепей адказаць, не будем людям объяснять, что ты можешь быть таким, як угодно, ну, я не отказал, то, что я вырашаю, что человек сам вправе, скажем, вырашать, скажем, менять пол, або не менять, там, ламинат, табуретка, это не важно. Справа інакая, то что шмат разоў люди, ну, есть шмат разоў прыкладаў, калі люди меняли пол по причине того, что як-то просто, ну, человеку может подобаться быть жанчиной, но, скажем так, общество не падтрымлівае трансаў. І з гэтага можа чалавек всецэло біялагічна стаць дзяўчынай, хаця сумарна адзінае, што зменіцца, гэта не ведаю, там як-то гармонально або по полу, как бы. Но суть такова, что мы людям должны объяснить, что, как бы, ну, в первую очередь, консерваторы, я полагаю, они, как бы сказать лепее, навязывают, скажем так, стандарты. То, что тут, то есть мужчина не может быть там, не выглядеть как женщина. Из-за этого у человека есть выбор, только либо оставаться таким, как все мужчины, либо стать всецело женщиной. Ну, это литерально то, что я сказал у двух слов. Але мы просто будем заново все починаем. Я реально это все чула уже. Можем перейти до думки маргінезам все ж таки. Так, і пасля гэтага ён сцвердзіў, што кожны чалавек павінен ствараць для сябе межы сам, а іншыя людзі не павінны на ягоныя межы ўплываць. То бок фактычна Олег Фрэн такі індывідуаліст, і улічваючы, што гэтыя самыя межы ў прынцыпе могуць выглядаць як дзяржава, дзяржаўныя інстытуцыі, то Олег такім чынам выступае супраць інстытуту дзяржавы. Нет, слушай, а чем мои дела отличаются от либеральных? Чем идея отличается от либеральных? Олег все зразумел. Чем? Я не пачуў, сейчас... прабачце, можете по одному казаць? Тебе карацей праелася микрофон. Анархизм и либерализм. Почему ты берешь анархизм, если либерализм и либертарианство, который я официально поддерживаю, так бы сказать, то как бы я поддерживаю, как бы я вам сказал, что я за эти движения. Такие данные взгляды, которые я высказал, они подходят как бы к данному движению, но ты при этом предполагаешь, что это может быть вообще анархизм. Хотя я про анархизм никогда ничего не говорил. Я высказывал тебе даже так другие тезисы. То, что я считаю, то, что всецело общество делится на капиталистов, капиталистов, скажем так, это, скажем так, либералов, 16-годовых Савчуков, это низшие сословия, это беднота, это работяги, трудовой народ, всякое такое, который работает за 3 копейки. То бок ты яшчэ прытрымліваешся клясавай тэорыі марксістскай. Клясавая анархістская тэорыя. Ліберальная, клясова-ліберальная. Ліберальная, так. Класічны лібералізм, ён так і выглядае. Да? Олег, я нагадаю, што твой галоўны ўклад у падтрымку лібертарыянскага руху будзе, калі ты перастанеш называць сябе лібертарыянцам. Ой, ну слухай, уже не трэба гейткіпіць. А Ліза, яна ўжо зразумела просто, што ёй бліжэй за ўсіх тут па поглядах да Олега. Пачала дэфаць. Па-першае, наўрад ці, па-другое, ну что же, ну хочет человек быть либертарианцем, называться, ну хай называется, хочет жанчыны Олег называться, может жанчына называться, и он где-то ягонае як бы меркаванне, что все могут быть усіма. Тому давайте, ну, будем жить там разом, сябраваць і прымаць Олега таким, які ён ёсць. У тым ліку, калі ён называе самого сябе лібертарыянцам.
Давайте ведаеце, што падарым Олегу на дзень народзінаў кніжку Жылі Дэлёза, таму што ён там Ой. знойдзе шмат чаго блізкага сабе. Пра Я боюсь. хаос і іншыя рэчы. Давайте подарим Я ему боюсь, книжку что- на Амахе. Жили Делеза, а померли от туберкулеза. Олег, ты бачыў, я пост заслал у чат. Там у Хой 4 дадалі дзяўчынак Полі. Калі на стрым да, калі гуляць. Я хочу зарубить, скажем, в хойку. Хочу поиграть в хойку. Понимаешь? Я хочу в катку в хойку. Но надо как-то это организовать. Я готов. Спачатку згуляй у Вархаммер, пасля Вархаммера будзе хойка. У меня... Мне больше подобается гульня с ритуальным шейкером. Я тебе знову канчатак Я- з'еўся. Что? Какая Ты меня гульня? съел? Так. Хуй! А, Блять, а это что не так-то? У тебя Шулівасць концэнтрацыя. мікрафону павяліш. Вот, Елизавета, ты не знаешь, что такое хойка? Секунду. Я не у тебе запытываюсь, я не разумею, что каждый маргинец, потому что я просто его про слово ён Секунду, я просто недавно наладжваў микрофон у ДС, и, магчыма, там налады просто скинуліся. Ну так, заедаю тебе, Хук. Давай, пачынаем стрым наладаў. Слухайте, а вось гледачы ў чаце напішыце, мяне добра чуваць? Ці ёсць таксама праблемы? Таму што, мабыць, гэты інтэрнэт просто хуёвіць. Вроде нет. Не, мне здаецца, гледачам бессэнсоўна ў іх щось запытаць, яны ўсё схаваюць. Ну, не ведаю, карацей, я сам уже забыў, што я казаў, няважна, не суть. Працягваем слухаць лекцыю, падкаст. Ну, бля. Ну, ладно, пацаны, доброго вечера. Олег, трымайся, Олег, трымайся. Ну, я не змагу, то бок, я не змагу больше. Больше не А змагу. нам засталося тут 20 хвілінаў пасядзець, і я буду Ну, сам 20 хвілін? рубаць. А что, ну, а якая программа? Давайте так, якая программа? То бок просто Олег, якая слухаем у нас Олега? програма? Да, Давай Олег, ты можешь же сказать, что ты... Не, я не хочу, я не хочу. Я просто, может, некого іншого послухала, разумеешь? Ну вось у нас правы кут долучыўся, давайте яго О, паслухаем. интересно, если по 20 минут последних осталось. А ты хочешь Олег, мне что-то ты рассказать? Да нет, Полторы. я просто вижу то, что как бы только мой монолог, как бы надо что-то разбавить этим. Не знаю, может ты что-нибудь расскажешь? Я магу нешта распавесці. Так, вот нечто рассказывать. Да. А гледачы ў чаце можаце таксама пытанні задаваць. Дарэчы, пішуць, што мяне на стрыме добра чуваць, таму... А тебе ось зараз палову фразу з'ела. Так, просто ты первые два слова было чуваць, а далей Ну я не ведаю, у чым праблема. Гэта з дыскордам трабл нейкі, хутчэй за ўсё. Хутчэй за ўсё там Так. ці гэта шумападаўленне, ці нешта такое, таму што у тебя літаральна, вось ты кажаш, а пасля у тебя просто рыба і пасля Ну, значит, дыскорд, я не разумею. У мяне ўсе Ну апрацоўкі чё, давайте скінуты. як у старыя добры у TeamSpeak. Ось. Хто не катаў в доку 2 праз TeamSpeak, нават в доку першую, то жыцця не бачыў. Бля, так это капец. Это кто такое придумал? А што, гэта твоя фотка в гэтым літбірі? Вось ты так в літбірі агітаваў людзей у нацыйную раду галасаваць. Падыходзіў да людзей, сядаў насупраць іх за барную стойку, прастаўляў ім піва і пасля браў і смактаў гэтую кубінскую цыгару, кажучы: а вось ты ведаеш, за каго трэба галасаваць. Ну да. Не, на самом деле очень грустно, что я не Хуйня. пошел. Ну ладно. Олег, яшчэ у тебя все шансы, калі нехта сыдзе там, ты яшчэ Я- можна за 2 гады ты паспееш можа папрацаваць яшчэ ў КР. Я Такий полагаю, гонор. что быстрее Куды война падзецца что-нибудь просто. будет. А ведаеце што, спадарня Елізавета, во может угаварыце там латушку ці каго там трэба, каб яны правялі конкурс, нават турнір геймінгавы на одно месца ў КР, так? І мы, карацей, арганізуем турнір па Warhammer Dawn of War 1, туда запихнем Фрэна, і хай ён выйграе месца ў КР.
А можна якби так, ну, у нас інша, конечно, процедура приписана, але ми можемо так на секретаря обирати чоловіка, то хто перемагає у турнірі. То становиться так а давай, секретарем а так, координаційної ради. Так а давайте так зробім, давайте. Ну, ні, так давайте зробім. ви свого... Поважаю зараз погляд Олега, як він глядить на вебку. Да, от зараз реально стрёмно. Погоджаюся, з вокном було Вы лепше. про вось гэтую картинку, где он сядзіць на барной стойцы с бутылкой? Ой, блин. Я ніхуя не розумію, що ти кажеш. Я буду маўчаць тады. От зараз все було, зараз увогуле нічого не зникло. Я все Ну зрозуміла. я не ведаю, як що- гэта направіць. І... А дарэчы, а чаму ты, Френ, не гуляешь там в Европу, Универсалис 5, там, ти в Crusaders Kings? Я там могу позволить. На самом деле, у меня такие интересные хобби. У меня есть хобби на компе, это, наверное, единственное, но у меня есть хобби. Мне очень нравится на ТикТоке делать какие-то. Мне нравится какие-то посты в ТГ писать. Мне нравится что какой-то ролик, надо раскопать информацию. Вот мне сейчас очень сильно забила тема сделать смоленский язык основать. Вот прям вот... Основать? А можешь, вось, мне здаецца, тема смоленской мовы была Да, не раскрытая. Да, вот прям люто, а. Вот, блин, вот нравится, вот. Придумлять свой уласны лор, так может тебе у гэты у пісьменнікі фантасты пайсці. Олег, вось ты, дарэчы, ж хацеў уже кніжку напісаць апошні натурал, так ты запішы яе падкастам, вось возьми там под піва. А мне здаецца, пачакайце, мне здаецца, правы кут яшчэ не чуў канцэпцыю гэтай кніжкі, вось можаш, Смоўш, калі ласка, распавесці? Ну, я лепей бы покинул бы, скажем так, аповед про концепцию кнігі. Гэта Смоўш придумал? Кстати, я придумал. Я не придумлял ніякіх кніжак, я увогуле прозу не пишу. Добра, Олег, я готовы послухать лекцию про книгу «Апошний натурал». Там, блин, там хронология событий, как бы, плюс еще какие-то пары манипуляций литературных, как бы, там, я думаю, как дойдет у меня время. А что такое пара манипуляции? У штанах. Ты начинаешь читать одно, потом как бы все переворачивается вверх дном, наподобие такого типа. То есть ты читаешь, думаешь, что это про ГУЛАГ или про концентрационный лагерь, а потом оказывается, что это нынешние дни. Читаешь про 16-годовых хлопцев, які кидают на кулеметы, а там кулеметы кидают на 16-годовых хлопцев. Вот 16-летний такое чувство, что ты. Прости меня. Не, ну я чуў іншую канцэпцыю, шчыра кажучы. Мне вось тая, што я чуў, падабаецца больш. Карацей, я перакажу канцэпцыю, якую чуў я. А Олег можа потым паправіць, калі нешта неправільна. Таму гэта ўсё проста, мабыць, чуткі, і зараз Олег раскажа, як яно на самой справе. Значит, канцэпцыя кніжкі такая, што малады хлопец, так, то есть, Міраслаў зноў далучыўся. Вось Міраславу паслухае таксама. Канцэпцыя кніжкі «Апошні натурал» такая, што малады хлопец, ён натурал, ён трапляе ў турму і апыняецца, што ва ўсёй турме ён адзін гетерасексуальны. Ну там такая глубокая философия была, типа... Глубокая, я не спрашаюся, так, але дай мне скончыць. Там как бы идея в том... Нет, там это тоже, да, там получается... У меня как бы базовое название это детский сад общего режима, но философия как бы там акцент на консервативность. То есть я вот переживаю жизнь как политвязень, да, и типа, то есть и мне просто, во-первых, зацепило то, что в Беларуси могут запретить книгу «Последний натурал». То есть натуралом уже незаконно быть. Ну, ты знаешь такую логику. Так, и дай мне... Двойные стандарты. Типа вот, у нас на зоне нет петухов, но есть низкий статус. А у нас политических нет, но меня отягощающее то, что меня судят по политической статье. Все вот... Блять, у меня сегодня просто нахуй самолеты, некие вертолеты над домом летают. Просто охуеть, блять. Что это за пиздец, нахуй? Домогаются до них, ну простите меня. Вот такая философия, типа. Ну, добра, што хоць аўтамабілі не ездзяць, да, Фрэн? Я карацей, там яшчэ была дэталь вельмі важная, якую трэба распавесці, што ён вось натурал адзін у турме. Ён, як бы, там такая сістэма, што ўсе адзін аднога ебуць у задніцу. А ён не хоча. І ён вымушаны гэта рабіць праз сілу. Нягледзячы на тое, што ён натурал. Я зразумеў!
Я зразумел, что за паранормальный поворот. У концы кнігі апынаецца, што гэта ён быў пидором, а гэта вся турма натуралаў. Вось яно што. Яны яго ебалі. Вибачте, я зайшов, у мене, нарешті, було питання, я глядів на початку стрим. Можно Я чуть після... Так, конечно. Олег, Мирослав, ты лепей посиди, послушай. Я на угол нічого не вопрос. що ви мене перебиваєте. Так ось, я доходив на початку, глядів стрим, і у мене возникло питання, на яке я не отримав отказ, тому що доходив. Олег, коли ласка, ти можеш мені розповісти, чому гэтых русских придумав Сталин? Ленин. Потому что Ленин, учим Ленин. отчасть. Хорошо. меня не было быстро, кратко. разворнуто, коли ласка. Россия появилась в 17 веке. До этого была Русь. Русь — это были шведы. Была Великая Русь. Великая — это империя. Русь, Полесье — это настоящая Русь. Потом появилась Московия. Это государство племен. Мокш — это финно-угорские племена, которые молились на македонском языке, потому что Кирилл и Мефодий македонцами были. Потом в 17 веке приходит Петр I, возможно, у Голландии подменили, вопрос другой. Он создает Российскую империю, переносит столицу в Петербург. И понятие «русский» — это были только православные. Были либо русские, либо иноверцы. Понимаешь? И потом, только в 1917 году, Ленин создает РСФСР как партию, которая не олицетворяется с коммунизмом. На основе того, что это партия, то есть было государство Российская империя, это было такое же государство, как исламистский Иран, понимаешь? Как Османская империя. То есть русский, то есть поначалу в Руси русский это был варяг, потом православный, потом Москва появилась. И там Россия, то есть, и потом Московия, то есть через 300-400 лет стала Российской империей, понимаешь? И она вот, когда стала, получается, Российской империей, она была империя православных. И Ленин, когда стал РСФСР, поначалу эта партия была нерелигиозная, потом перепись в населении 1918 года. Там великороссы, перепись до 1926 года, там великороссы в скобочках русские. И 1936 года, это уже Сталин закончил придумывать русских, когда в переписи населения появилось только русские. И то присутствовал момент, то что русских создали, потому что донские казаки, донские и кубанские казаки, они были казаками, они были малорусами исконно, их переписали в русских. Смоленчане, жители Смоленска, жители Брянска, они так себя, они русскими себя не называли, их переписали, понимаешь, и занижали их перепись, да. Жители Сибири, Дальнего Востока была украинская держава Зеленый Клин, тоже записали всех в русских, понимаешь, русских. Вот закончил, начиная от 17-го, заканчивая 36-м годом, это был целый процесс, когда объединили целые народы нынешней России. Потом, понимаешь? Это было объединение народов под руководством таких же москалей и великорусов. Понимаешь? Их насильственно записали в русских. И то половина империи это были не русские. При том, что половину вот нынешней территории РСФСР записали в русских насильно, тех же самых потенциально всех славян, которые проживали на территории России, РСФСР. Ну и то пришел Путин, и появилось такое новое обозначение. И русские при Путине уничтожились, пропали. Теперь при Путине русских нет, есть россияне, потому что он чеченец россиянином, он чеченец, он в войнах, понимаешь? Все, давай. Открывают дверь чеченцы, трое воют, а четверт кажут ополченцу: пошел нахуй, русский черт. А чечены... А чечены... И там как ему говорят: Мирослав, пошел нахуй, русский черт. Мирослав, ты атрымаў адказ на свое пытанне? Ну, это было довольно так коротко, коли больше разворнуто было, я бы подякал. Я не веду, что вы видите, меня не верю Мало долбишь, Фред. Я не верю добрусь из истории, тому... Ребят, почему вы не знаете на базах людей, то, что русский придумал Ленин? И то, что русы, русские, россияне — это разные народы, понимаете, ребята? Их придумывали. Нет истории у русских. А хто придумав Мабуть, табе і трэба яе прыдумаць рускім, ты ж Смаленчукам сабраўся пісаць.
Наступны крок, калі Олег задумаецца, хто придумал беларусаў. Это кривить, это получается А усходник што калі Ой, этносы стой, ўсе, стой. яны былі прыдуманыя ў 19 стагоддзі і насамрэч гэта Они были, ўсё а нет, хуйня смоленчаки з-пад прибыли коня. по Смоленскому Они княжеству, были. Дайте віце-спікерцы. Да, дякую. Дайте їй вже. Нарешті, господи. Олег, ну ты все, вот ты кажешь, нема у русских историй. Но ты перед тем, как сказать, что Ленин придумал русских, ты, рассказал историю русских, отрымливается, правильно? Изъявление, как бы. Это московитинов, это история московитинов. То, что русские, как великороссы, забрали историю поначалу великороссов, потом... Так, русские это россы, ты кто? Что? Кто ты? Русские это яны кто? Это москали. То бок ты, ну ты так сказал, это ты сказал, я рассказал историю этих московитов, ці кого. Зараз ты кажешь, русские это московиты. Да, тут цепляешься за слова, это некорректно. Добра, Олег, одно пытанне хуткае даволі. Гісторыя полскага княства гэта гісторыя Беларусі ці не? Да, это история Беларуси. Але былі палачане, не было беларусаў. Белорусы, как НАТО, сформировались в 1240 году после того, как НАТО? Я так само. Конечно, НАТО. Что это? Гэта Ліза, гэта ты прынесла паказаць Олегу, як выглядае сапраўдны біялог, а не крэатын. О, бляха-муха. Я б пожартаваў бы, але не буду. Гэта Ярослав, паглядзіце. Блять, я хотел сказать, Ярик пришел. Рука Ярослава, блядь. Я хутка да об'екта са сваёй вільні, блядь. А гэта была польская у Варшаве зараз. Лиза, ты ж в Варшаве? Я зараз у Варшаве, так, я сегодня была в Варшаве. О, нифига себе. Нормально. Приходите на началось? богослужение завтра, Это ходите френд. святого Гжегоша Пирадзе, адрес Лелиховска 5. Гоняйте, поглядите на православных белорусов. Я у Познани ходила за на хуйня, православную. блядь? А ты можешь крыку подтанцевать под музыку, яку кричу? Олегу кто включил музыку? Фред, блядь, Лиза, нас сидит тут не так шмат людей, нахуй, просто так все питания, блядь. Ну, мало ли. Не раньше приходите на службу. Это православная служба на польской мове. Я так разумею, что это все отказ на питание Мирослава, блядь, Полешчики, это белорусы. Блин, мне не подобает. Слушай, ребят. Олег, не слухай табе Буцарева, ён выклікае хваробы розныя. Про службу, King Jesus. Што за службай? Ну, карацей, ёсць капліцы святого Гжегоша Пирадзе по адресу Лелиховска 5. Мы там служым гэта, выключна па-польскі, але раз на месяц па-беларускі. Ну, у нас там ходзяць вось гэты мясцовыя палякі праваслаў, ну і беларусы адпаведна. Вось. Ну і таму я звычайна, кажам так, хто хоча паўдзельнічаць, кажам так, у культурным жыцці беларусаў запрашаю. Беларуская служба у нас будзе 21 чэрвеня, наступна на дзень всех белорусских святых. Вось. А завтра у нас будет польская. Хорошо, знаешь, мне так нравится, что гэты распавядае про царковную гэтую службу и маргинес, блядь. И недзе яшчэ музыка вы гэта чулі ўсе? Олега. Так, Прабачце. мы гэта ўсё чулі. В общем, можно так и вырезать этот запрос, анонс слова на гэтую імшу беларускую Дык вось, Олег, я не выбачаюся за гэта. Олег, я не зразумеў, чаму тады у беларусаў гісторыя пачынаецца з полацку, а у расіян не пачынаецца ось да Ленина. Тут философия такова, что история, скажем, московитинов, москалей, начинается с московского, поначалу с племен Мокшей, не там с Новгорода, мы чули, Олег, белорусов. Что? Белорусов с Полоцка. У белорусов с Кривичей и Полоцка. Так не было белорусов у 900. Русских не было, стоп. Чому русских не было, але іх історія з Мокши,
А у нас что? Объясняю. Ну, вы хотите параллель, я вам сейчас ее дам, смотрите. О, сука, блядь. Это бывшая Московия, Бля. которая со временем стала религиозной империей, отказавшейся от понятия нации, и которая при большевиках вернула понятие нации и в свой состав переписала очень многие народы, как донских казаков, как дальневосточных украинцев. Понимаете? Как Смоленщину, так Подожди, так казаки, Что на это ж не Дальнем нация. Востоке робят украинцы? Что на Дальнем Востоке робят украинцы? так Як скажу, ты там думаешь? было украинское государство первое. Дальневосточная республика, это была украинская, это называлась Зеленый Клин. Это ее основали украинцы, там 60% населения были украинцы. Что она там робила? Насчет казаков. Но она Подожди, появилась, казаки это ж не украинцы нация. создать державу на Дальнем Востоке. Так а як они там з'явилися? А их переселяли. То Просто у тебя непоследовность. У тебя вельми великая непоследовность, Олег. Разумеешь, все, что пишется россиян, ты кажешь про то, что, ну, глядите, назвы россияне не было, нации не існавала, тому, когда их придумал Ленин, тогда яны з'явились. А дотычна беларусаў, украінцаў, ніякай Беларусі не існавала, як дзяржавы, так, сучаснай, то бок не было гэтай назвы, там не ведаю, сцяга, хотя б якога і з Украінай тое самае, але украінцы і беларусы існавалі. Смотри, понятие Россия это уже было объединение, то есть это такие же, то есть история России начинается с истории Московии и заканчивается на Московии. Потом начинается другой процесс, Московия, скажем так, она, получается, Московия стала религиозной империей, получается, великороссов, то есть история, то есть не только Московия, там Новгород, Псков, эти территории поглощаются и говорят, что мы все великороссы, но москвичи, они как бы выше. Потом они поглощают Украину, Беларусь, говорят, типа, ну вот, мы великороссы, а великороссы это колонисты с Полесья были, украинцы древние, понимаешь? Все великороссы это Россия, да, все территории России, они были выходцами с Украины, вот те, кто заселяет Россию, да, это великороссы. Я заблудилась. Олег, можно я удакладню? Цяпер великароссы гэта не змокшы, цяпер гэта з Палесся, украінцы. Я уже не могу. Нет, ты просто не ведаешь лор. Лор такі, існавала Палішуска-Смаленская імперія, і з яе каланісты папёрліся на поўнач, і там каланізавалі ўжо мясцовых фіна-угорцаў. Трэба ведаць. І потым вярнуліся назад, тыпу каланізаваць зноў. Нет. Ну и вот без угара. Вот просто вот греки, когда крестили Русь прекрасным солнышко, 988 год, они Олег, у тебя 5 привезли с собой понятие Большая Русь и Маленькая Русь. Вот Крым был Великой Грецией, понимаете? Но Большой Греции, часть и греческой империи, блядь. У греков был великий ти большой? С головкой тебе. У греков был... С твою голову был бы. О, найс. Ну, у него голова такая, видишь, ну, в принципе, худой человек. Вот, Русь делилась на империю, вот говорят, вот украинцы, вот в Украине есть такая проблема, потому что по факту Русь это не то, что Украина, это Украинская империя, и вся Россия это была частью Украинской империи. Если так вообще поговорить, понимаешь, что Великая Русь это империя, вот есть Британия, а есть колонии, и даже не так, есть часть империи, понимаешь? Есть полуостров, а есть острова, это империя, понимаешь? Это колонии, это империя, это, ну, колонии, острова, это все часть империи, понимаешь? Даже США это часть империи. Так и Новгород, и Москва это часть империи Украины, США понимаешь? Подожди, США это так само частка Украинской империи? США это часть Английской империи. Нихуя себе. Слушай, окей. Олег, пачакай, вельмі цікавае пытанне, хочу задаць наступнае, яно таксама вельмі шмат часу займее. Якія у тебя палітычныя планы ближайшие на наступны год? На самом деле большие, но я надеюсь, что в будущем я вас позову на стрим, и вы такие, да ну нахрен. Ну, я надеюсь так. Вы потом узнаете. Потому что от меня такого не ожидается. Я предполагаю... Спойлер? Блин, как бы сказать так, чтобы те люди, которые мне пропалили эту тему. Ось так и кажи, так и кажи. Это дастаткова. Кольки сантиметров. Я не хочу сглазить, я не хочу как бы пробалаболиться, я не хочу, типа, знаешь, чисто распойлерить, а потом не сделать. Я такого не желаю.
как бы сказал. Хорошо. Заратустра. Хорошо. КР — это не конец. Я так заўсёды, я кожную кладуся спаць, я кожны раз так сябе кажу. Не, КР не конец, КР не может иметь конца. Конец маешь ты. Нет, там, дай бог, что КР только начало. Этого мы не ведаем. Ладно, не суть, я просто проспойлерил все. Так ты нічога не праспойлерыў. Ну, ён Ты сказал, нічога не что будет зразумел. теперь конец. Напэўна, гумавы ці драўляны, які там. Неважно, Рано неважно. ці позна Олег так ці іначай будзе прыкаваны кайданкамі да Гэта батарэі кінець. у пакоі Пракопчык і А гэта у меня скончыцца нет- пранікненнем Ну глыбокім. вось акурат наступнае Ой, пытанне знаете- хотел задать тебе. Дарэчы, раз тут Давайте. такая гаворка Вось, зайшла, вось, ён паказвае ўжэ спадарня на Елизавета, два хуткіх пытання. Першае, вы Давайте. аніме глядзіце? Ну, я глядзела нейкую колькасць аніме, ну не асабліва. Два. Окей, типу. окей. Не смотрела. Тады хутка Э, другое. Вы хотите заняться косплеем? Не. Блин, а шкада, таму что карацей, калі бы вы бы косплеили бы Таню з аднаго аніме про другую гэту нямецкую імперію, то Олег бы вам бы заплатил бы 1000 баксов. Тихо, Я не нет. упэўненая ў гэтым. Я ж нешта не веру ў Олега так моцна, прабачце. Ён працуеш, блин, ён ж працоўны, а тут же ж працоўны на будоўлю, яны ж зарабляюць мільярды Паглядзі, грошай. Ліза, які ў яго мышцы выраслі Ну, вось на фотцы. Так. Ну, тут не так, это я бачыла. Але нешта, ну, ён трошки зараз, відаць, мала есці, мне падаецца. А ён перайшоў Олег, цалкам покажи, показывай белок. на Олег, белок крэатынавую показывай. дыету. Покажи белок. Вось меў таксама маленькае пытанне да шаноўнай Олег, ну не паважаеш ты мяне, я чую нейкі канфлікт паміж намі, ты мяне перабіваеш на час. Дык вось пытанне меў да шаноўнай Елізаветы Пракопчык. Усім вядома, што яна на пачатку была ў фракцыі моладзевы наступ, а пасля перайшла ў фракцыю наступ. Таму маё пытанне, ці спадарня себе больш не лічыць, ну як маладзёнам, чаму змяніўся брэнд? Толькі каротка, таму што нам ужо трэба скончваць. Так, вельмі коротко. Я не пераходзіла ні за ні справа, я просто змяніла назву. То бок я засталася ў той же фракцыі, вот такой адказ. Дык а чаму больш не моладзевая? Ну, бляха, потому что не молодеем. А калі уступіце ў наступ Фрэна? Не, это только наступ Фрэна можа вступіць у наступ. Ну, ладно, такая дыялектыка забаўная. Сімвалічна, я б сказаў. Ладно, давайте тады ўжо будзем развітвацца з вами. Шаноўныя конферсы. Дякую всем, кто сегодня завитал. По поводу спойлеров, дай бог, ребят, дай бог. Как может в этом году скажу вам итоги. Давайте, ребят, пока. Давай, Олег, тримайся. Что не так? Заводная апельсина. Просто с 0 до 100. Олег, блядь. Что ты порваўся, дарэчы? Я яшчэ паколькі мы затрымаліся на развітаннях, я дадам, у нас абнова, карацей, у нашай апытанцы ў чаце 22 галасы. Было пытанне, хто перамагае ў баксёрскім спаборніцтве, і за Олега прагаласавала 41%, а за Лізу 59%. Потому я все еще перемагаю, то есть я все еще перемагаю. Так, але Олег поднабраў трошки, таму... Не было. Не, іншых пытанняў не было, толькі гэтае. Вось, дзякую всім, хто прыйшоў. Здоровья. Спадзяюся, яшчэ побачымся. Вось, можаце развітацца з гледачамі, калі хочаце. Давайте. Всім, кажем так, дзякуй за прагляд. Чакаю вас на сваім канале. Можа быць, праз дзён 7-8 релизница видос. Спадзяюсь. Да, добрый, ребята. Еще подписывайтесь на мой TikTok аккаунт Диссидент, пожалуйста. Все. Круто. На Мирослава не подписывайтесь, коли ласка, ён ничего не опустит. Я забыл, выбачаюсь, что растягиваю. Олег, хуткое пытанне. Какие фильмы тебе подобаются?
Это не хуткое пытание, нихуя, блядь. Ты мудак, блядь, просто иди нахуй. Почекай, блядь, Олег, просто откажи. Валькирия. Ну, жанр? Все, не, жанр не треба. Давай, Валькірія, Валькірія. на гэтым мы скончым. Все, усім Ну. дзякуй. Вы можете тут попиздеть, я просто сам выйду. Все, усім добраныч. Фу, блядь. Это ж просто охуеть можно. Так. Давайте з вами так само развітаемся. Подписывайтесь, хто яшчэ не подписался на YouTube канал. До рэчы, хто яшчэ не поставіў падабайку, ставім. Хто ў запіси глядзіць, таксама ставце. Рэпасціце гэтую трансляцыю. Подписывайтесь на YouTube, на Twitch, на Kik, на Telegram. Долучайтеся до серваку ў Дыскордзе. Подписывайтесь на мою інсту. Донатьте. Спасылкі на донаты знаходзяцца ўсе ў апісанні. А што яшчэ? Да, ў прынцыпе, і ўсё. Дзякуй маім патронам. Дзякуй Патрыку, дзякуй Александры, дзякуй Зміцеру на скалцу. Вось. Долучайцеся, дарэчы, да нашага платнага чату у Тэлезе. Усім дзякуй, хто завітаў сёння, хто пісаў у чаце, хто просто глядзеў, хто ставіў падабайкі. Пабачымся з вами. Дарэчы, невялічкі анонс. На наступным тыдні стрымоў хутчэй за ўсё не будзе. У мяне сесія трывае, а потым, блядь, абарона дыплому. Таму, як бы, мне патрэбны некаторы час на падрыхтоўку да ўсяго гэтага пиздецу. Пабачымся з вами, ну, мабыць, праз тыдзень. Так, ну, ўсё, давайте. Усім да пабачэння, добраноч.